Бәрін сәлем, бұл промый подкаст. Арнайы шығарылым. 2 сағат бойы біз осы 2 қымызды ашамыз. Вот такой подкаст. Что-то мына соңғы кезде қымыздың бір момент пайда болды осындай, иә? Ұзақ ашылатын болып, анау несі прям газы ұзақ кетеді. В чем проблема? Неге бұлданып жүр? Бұған не болды? Кстати, TikTok же это такое место, там же много правды, много вымысла. Ага. Это нельзя пить, это харам, говорят. Қымыз? Да. Он кім айтты саған? ТикТоке сказали? ТикТоке? Какой-то бір имам, что ли? В общем, один религиозный человек. Қазақ па? Қазақша болған, қазақша тикток болған. Типа мынау. Жоқ, қазақ тілімен айтты ма? Қазақ тіліне айтқан, да. База жоқ. Мынаны ішуге болмайды. Именно мынаны ма или вообще қымыз ішуге болмайды? Именно осындай башкирский қымыз. Неге? Алкогольный? Типа на закваске дегенде сол үшін. Вот это прям алкогольный, говорят. Вот, а біздікі қымыз, который настоящий, нағыз қымыз, оригинал. Ол можно, а мынау нельзя. В общем, пацаны, мы пропали, как обычно. Но вернулись. Буквально сегодня в сторис увидел у Имрана Тайсултанова вот эту вот тему, сразу же себе перерепостнул, где министр... Сразу с него начнем? Давай, бастай берейін. Да, но это просто не относится именно конкретно к последним событиям ММА. Но айту керек, потому что мен жестко айтатын нелерім бар, тоже ойларым бар. В общем, он репостнул себе в сторис, я такой посмотрел, что он прогоняет вообще. Вообще сразу же триггер, это когда это называют ММА бои без правил. Юридический жекпе-жек. Ё-моё, сразу потолок уже. Уже прошло сколько лет вот этих вот боев вот в цирке на голых кулаках, где там добивают ногами, без раундов, без ничего. Сейчас уже целый спорт, звезды даже есть. Конор Макгрегор, большая, огромная звезда, в список лучших там зарабатывающих спортсменов входит наряду с Месси, Роналдо и так далее. И тут вы называете это все бои без правил. Я такой, это уже потолок. Это министр информации и общественного развития. По сути, министр, который курирует дела СМИ, газет, журналов, телеканалов, все, что относится к СМИ. По сути, он и к Ютубу он отношение имеет какое-то? Это тоже, по сути, же информация. Да. В общем, конкретный человек, который занимается СМИ. И я такой, ты же должен говорить словами фактов, да? Как это правильно говорится вот, в журналистике? А называть такую вещь очень сложно. Он еще министр общественного развития. И знаешь, это так вот несколько лет назад такая тема была, когда вот все это из-за видеоигр вот порождает GTA, все это насилие и так далее, школьники. Поэтому я согласен, если у детей есть нестабильная психика, но какой он там речь толкнул. Я пытался найти оригинал. Сегодня весь день искал, реально не поленился. Я все интервью посмотрел, хотел найти на Ютубе, везде нету этого видео, я не могу найти откуда. Телеграмма говорю, братан? Я не заходил в Телеграм, у меня отключено уведомление. Зря. Не нашел я, хотел полностью посмотреть, потому что не люблю смотреть, когда что-то вырвано из контекста. Контекст. И не могу понять, от чего был вопрос задан и так далее, хотел узнать. Как раз отсылка к прошлым 2 выпускам. Да. Никогда. Всегда не и не мог найти, ни на Ютубе, нигде, а надо было зайти в Телеграм. В Телеграм и Сатая. Поэтому ссылка в описании, обязательно подписывайтесь, чтобы вот как я не быть. Надо было сразу зайти туда. Көп уақыттарын жоғалтпайсыңдар, 8-ақ минут. Да? Там лудомания туралы бар. И вот как раз көп айтқан жоқ ММА туралы, но мен біріншіден естігенде сразу такой кім екенін түсіндім. Сосын ойлаймын, министр. Да, и осылай айтпақшы, ММА-дің ресми түрде Қазақстанда мойындалғанына ең бірінші чемпионат өткеніне 10 жыл болды. Сол чемпионатта Сергей Морозов, Дәурен, Шавкат Рахмонов екінші орын алды сол чемпионатта. Астанада Дәулетте болды осында. Ең бірінші ресми якобы, да, там мысалы Сандық Микеев может это оспорить, но так или иначе ММА официально тіркеген госреестрге апарып спорт ретінде тіркеген, Анатолий Ким мырза. Вот ресми түрде ММА мемлекеттік реестрде пайда болғаны 10 жыл болды. Бізде кәдімгі уже әлемдік деңгейдегі супер жұлдыз бар.
да? Болат супер жұлдыз, да, но Қазақстан үшін уже супер жұлдыз, да. Шавкат, там, Жалғас, Асу, Сергей и так далее. Шавкат марттың соңында Назарбаев, Тоқаевтың қолын алып келді, барып. Да. Салам алейкум. И бұл жерде нені білдіреді? Бұлай ережесі жекпе-жек деген сөздің қолдануының менің ойымша екі бір себебі бар. Біріншісі, это вот просто некомпетентность. Да. Человек даже не понимает, о чем он говорит. Какие-то мордобой. Какие-то бои без правил какие-то. Бои без правил. Вот. Бои без правил, это вот кинода көрсетеді ғой, подвалда бір жерде төбелесіп жатады там. Я Жан-Клод Ван Дам. Майкада, біреу шортида, короче, непонятный, да, машина, жартылай жалаңаш қыздар, сосын былай тотализатор ақшамен. Вот это бои без правил. Да. А ММА это Шавкат Рахмонов на данный момент. ММА это Асу Алмабаев, условно, если по миру, а ММА это Хабиб. Да. Да, ол Майвезерден несі екен, мысалы? Конечно. Деген сияқты. И сол, ну вот уже некомпетентность көрініп тұрды, это раз. А возможно, это уже менің сондай нем бар ғой, подвох іздеп жүретін постоянно. Возможно, бұл әдейі жасалынып отыр да, әдейі халыққа не деп сондай сөз тіркесін қолданады, типа сделать такой имидж создать. Да, сондай имидж жасап отыр да, уже заранее. Типа козел отпущения болып шығады ертең. Потому что оның алдында интервьюда қандай сөздер болды? Вот типа зорлық-зомбылық кең тараған қазір, әсіресе балаларға, әйел адамдарға қарсы зорлық-зомбылық көрсетіледі. Оказывается, соған виноват, оказывается, ММА екен. Да. А неге бокс емес, например? Шуменов баласымен бірге, баласын ұстап тұрған желкесіне соққылап атқан. Неге Шуменов емес? Неге бокс емес? Неге тайский бокс емес, Онда да, на то пошло. По статистике самый травмоопасный вид – бокс. Да. И ең летальный исход именно өлетін, рингте өлетін случай, рингте жекпе-жектен кейін өлетін именно бокс. Да. Но боксқа ешкім тиіспейді ғой. Странно. Боксты ешкім трансляциядан алмайды ғой. Почти каждый апта Казспорт үлкен бір... Вот на той неделе был бокс, да. Осы апта тағы көрсетеді Англиядан, например. Бұл сондай әдейі алдын ала уже сондай имидж қалыптастыру үшін жасалып отырған дүние болуы мүмкін. Менің ойымша. Уже заранее. Зачем? Потому что, біз возмущаться в смысле бои без правил, да? А далекий человек увидел, да, бои надо запретить, деп шығады. По факту это уже қалыптасқан спорт. Конечно. Уже ол бұрынғыдай бірдеңемен бірдеңенің қосындысы емес, ол уже бөлек шыққан, жуырда ғана біз талқылап отырдық қой, что қазір уже реальный ММАшниктер бар, чистый ММАшник. Да, он чистый грэплингте он не вывезет, в борьбе с чистым борцом не вывезет, по боксу с чистым боксером не вывезет, но в купе именно барлығын қосып келгенде, ол соның барлығынан синтез жасап, жақсы бір боец болады. Да. Вот. Как она есть. Сондықтан, министерство, значит, бұған еще оның алдында айтады, біз там какой-то бір зерттеулер жасадық дейді. Зерттеу жасаң, онда көрсетейші қорытындысын. Қандай қорытындыға келді? Қандай зерттеулер? Как они сделали? Как они высчитали? Вот как. Вот на это на молодежь влияет вот бои без правил? Как это? Еще прикол в том, что... WhatsApp арқылы жібереді дейді. Как это вообще? Еще прикол мынандай ғой. ММА аудиторияның жасын алып қараңдаршы. Ну да, там вообще не дети. Қазір уже ММА аудиториясы условно 16-тан былай қарай, да, 16 и то навряд ли. И то, мне кажется, 18-21. Да, уже есейіп келе жатыр, да. ММА уже бокстың аудиториясы одан да жоғары, 30-дан жоғары болуы мүмкін, да, а ММА-дікі чуть малы. Сондықтан бұл жерде как будто ММА-да андай ширма ретінде қолданып отыр да, ана жерде мемлекеттік саясаттың бұл саладағы, мысалы, балаларды зорлық-зомбылықтан қорғау, әйел адамдарды домашний насилиеден қорғау. Бұл саясат жүрмейді, жасамайды, нәтиже жоқ. Интернетті ашсаң, каждый үшінші пост біреуді, біреу ұрды,
бирөө бирдеңе Да, сындырды, это потому что насмотрелся боев и такой, ну попробуй этот приемчик. Да. Так это получается. Вот вообще, да, нелогично. Вообще, ну... Сол саясаттың нәтижесі мемлекеттің бұл бағыттағы саясаты кәдімгідей құлап қалды. Да. И как будто бы вот сон ММА-ге жауап отырған сияқты. Ты знаешь, вот, допустим, вот такой же пример, вот у меня есть дочка, она смотрит, играет в Roblox. Я не знаю, кто вот есть дети у кого-то, может, кто-то из наших подписчиков в Roblox играет. Короче, такая тема, как Майнкрафт. Я только в это не вдуплял. Но это то же самое, что, допустим, обвинять Roblox в том, что мой ребенок вот такой вот непослушный и не успевает по учебе, и вообще в целом это виноват Roblox. Такая же фигня. Это же твоя ответственность, твой ребенок. То же самое здесь, мне кажется. Как это может быть так, что из-за того, что вот бои без правил, не могу даже назвать это, вот из-за боев ребенок таким стал, и это влияет на него. Ну, это очень, не знаю, это очень глупая какая-то риторика. Я не могу даже это никак комментировать. Просто я когда увидел такой, Дархан Кадрали, честное слово. Вот, во-первых, это вот целый спорт. Это мейнстримный спорт, UFC есть, наряду с NBA, наряду с НХЛ, только олар и так далее. Олар Американың ішіндегі нәрсе. Да нет. А мыналар глобальный, UFC уже глобальный. UFC НХЛ, глобальный, да. NBA это все-таки американский. Согласен. НФЛ-дары бар. Да. Это все американская история. Ну, окей, UFC, это, я не знаю, как объяснить человеку, который вот называет ММА бои без правил. Этот человек еще и, не знаю, очень сильно некомпетентен, я с тобой согласен. Я в целом сразу понял, что несет чушь, честно. Я бы согласен был, если бы какой-то рядовой окей, депутат, знаешь, который не разбирается в этом. Человек возглавляет целое министерство, целое ведомство, которое отвечает за СМИ. Это как раз-таки СМИ должны проверять факты, называть вещи своими именами. Вы же не можете называть. Вот это, бои без правил. Это специально делается, возможно, он знает, что такое ММА или ММА. Делается это специально, чтобы создать такой вот имидж, образ, негативный образ. Это как, знаешь, вот есть СМИ, которые пишут, допустим, не используют слова «беженцы» в адрес украинцев, используют там «вынужденные переселенцы» и так далее, потому что слово «беженец» — это негативная окраска. То же самое, когда в России. Еще и в России, когда, вот помнишь, была чеченская там война, все дела, потом закончилось, но в любом случае там в России, в Москве где-то были теракты, и часто использовали слово «боевики», чеченские боевики. И то есть слово «боевик» уже у тебя сразу это Чечня, сразу террористы, понимаешь? Хотя это может быть кто угодно. То есть специально создавался такой образ. То же самое здесь возможно делать. Вот соны айтып отырмын ғой, вот бұндай сөзді қолдану, мен сол ең бірінші возмущением сол, окей, сөзді қолданған. Давай ары қарай теманы жалғастырайық. Вот мемлекеттік арналарда трансляция шектеу деді, но по факту шектеу емес, запрет, тыйым сал. Мен ол туралы как раз осы условно бір апта, екі апта бұрын ғана жазған. Ну вот как раз таки Октагон же последний не показывался. Да, спорте, хотя каждый... И предпоследний тоже не показывался. Бекзат Алмахан Төлескен тоже болған спортта. Считай, июньда. 2 турнира подряд показывали. Ол как раз Пригожиннің Москва, Ресейде дүркіреп жүрген кез. Сол турнир соңғы болды да, содан кейін болған жоқ. Жалпы, менде ондай проблема жоқ, допустим. Окей, мемлекеттік арнада болмай қойсын. Оно не должно быть, по идее. Ну вот менде сол. Я объясню почему. Болмаса болмай қойсын. Во-первых, если мы берем мы проведем аналитику, да, анализ. Не, на самом деле, это еще было тогда, когда UFC показывали на Каспорте. И в целом, я что молодой, не особо не понимаешь, как все это устроено. Вот в UFC, который транслируется на ESPN, на UFC Fight Pass, даже на Fox, когда у них была сделка, все это каналы, грубо говоря, не в общедоступном доступе, как у нас, допустим. Да. Это кабельное телевидение, ты подключаешь, платишь за него, и, соответственно, смотришь, целенаправленно смотришь. И когда, помнишь, у нас был вот этот Асхат Саганаев, он говорил о том, что UFC, вот все оттуда руководство, они были в шоке, что мы это показываем вот на обычном телевидении, на обычном канале, в обычном доступе, в общем доступе, потому что это должно быть в любом случае закрыто, либо кабельное.
И поэтому одна из причин, возможно, там такая, типа, что запрет был. На самом деле должно быть все быть на кабельном. Типа сетанты, не знаю, там, Каспорт, уходите на кабель, называйте там. Придумайте какой-то бойцовский канал, да, наконец-то в Казахстане. Столько бойцов, столько боксов, столько... Им просто нужна площадка, понимаете? Они то на Каспорте транслируются, тайский бокс на Каспорте. Что за вообще, ну, где Каспорт, где тайский бокс в Хан-Шатыре? А если на какой-то, не знаю, Жаунгер ТВ, условно назовите, да? И все, что можно. Тот же самый грэпплинг и так далее показывает. Жек-пижек ТВ. Жек-пижек ТВ, да, ЖЖ ТВ. Вот, ну, я серьезно говорю, вот такого канала не хватает, по сути, Казахстана. Да, ол отдельный. И все, и с него спроса вообще никакого не будет. Андай инспорт, Q-спорт сияқты болу керек та. Да. Он прям целенаправленно іздеп тауып алатын. А не так, что вот так, ребенок балапан смотрел, потом что-то 2 раза кнопку нажал, Каспорт, и такой, о, октагон там. 2 полуголых мужика дерутся. Да? Да, но это должно быть в любом случае как-то, ну, в необщем доступе. Я с этим согласен полностью. Но не согласен с тем, что это влияет там на все остальное. Таңғалдырарлық жағдай. Сол, короче, подкаст аяқталғанша осы бутылкамен алысып отыратын түрім бар ғой. Мысль себе сбил, представляешь? Бірден айтам деп отырдым. Что тебя удивило? Ну, окей, трансляциямен келсем болмай қойсын. ММА-ды в целом там моменттер бар реттеуге болатын. Бірінші бұл трансляция. Даже Каспортта болғанның өзінде оны түнде көрсету керек, да? Каспорт, по-моему, в последнее время ночью показывал. В целом, сосын олар мынандай нәрсе жасайын деп жатыр. Тек қана неге бармайды? Телевизор қазір бұл просто тыйым салынды. Біздің промоушнер барлығы ютубта ғой, по сути. Негізгі площадка ютуб. Енді олар ютубқа кіріседі. То есть ютубта ММА организация шектеуге тырысады. Қалай жасайды? Нет, не смогут. Соны түсіне алмай отырмын, но сондай әңгіме бар, что біз барып шектейміз. Көрдің бе, опять сол совковый подходта әйтеуір бірдеңеге тыйым салу. Оның алдын алу, мысалы, бір мәселені шешу деген жоқ та. Мәселені шешудің ең бірінші жолы бұл мәселенің бар екенін мойындау. Да. А бізде просто следствие. Запрет. Тыйым салу, шектеу, тыйым салу. Шектеу деген сөзі қолданады да. Ну, как-то қатты не көрінбейді да, жестко естілмейді, шектеу. Да. По факту запрет. Да. Запрет на трансляцию Каспорт, мысалы, көрсетпейді. Ну, ол пока менің түсінуше мемлекеттік арналар ғана таралады. А мемлекеттік еместер, возможно, көрсету мүмкін. Ну, сол моментті там сұрастырып білу керек, қазір сұрастырып жатырмын. Сосын, егер балалар үшін қорқатын болсаңыздар, балалар зорлық-зомбылықтан аулақ болатын десе, біз, помнишь, біз бір бұрын 5-6 подкаст бұрын, по-моему, мынадай теманы қозған болатынбыз, жалпы детская ММА. Да. Вот момент, менің ойымша, мен былай есептеймін, 12-13 кем дегенде 12-13 жасқа толмаған баланы адамды жерге құлатып ұрғызуға үйрету, бұл кішкене этикалық тұрғыдан дұрыс емес. Моральдық тұрғыдан дұрыс емес. Ертең психикасы қисық болса, ол жаман нәрселерді үйретеді. Негізі жерде жатқан адамды ұру үшін кішкене андай жауыздық керек. Әсіресе ол андай жасөспірім кезінде балалар восприимчивый, қатты агрессивный болады. Да, и сразу же. Мен 10 жылдай тренерлік тәжірибем бар. Ондай жастағы балалар қатты агрессивный болуы мүмкін. 18-ден былай қарай уже есі кірген адам, ол в любом случае, да, там спорт болғаннан кейін ол оны ұрады да, но ондай қатты, ондай жауыздығы болмайды да. И сондай моменттер көп. ММА-ге там айналысуға ограничение қойыңыздар, тренировочный процессті өзгертіңіздер. Сосын ММА турнирлерге, мен мысалы турнирлерде кейде 5-6 жастағы балалар. Да, я тоже не понимаю, это вообще в шоке вообще. Прям алып келіп осылай отырып қарап отырады. Ну, бұл еркін күрес емес қой, бүйтіп қарап отырады. Например, да. Во-первых, түнгі уақыт, сағат 10-12 кезінде, ол бала ондай кезде ұйықтап отыру керек қой, деген сияқты. Как минимум. Да, как минимум. Сондай шектеу болу керек, что вот баланы кіргізуге болмайды. Сосын, мысалы, өткенде айтқым келмеді, кішкене дұрыс болмайтын шығар деп ойладым да, өзім ұстап қалдым. Но осы жолы айтуды жөн көріп отырмын. Бізде итке теңеген біздің болашақ журналист әріптесіміз. Да.
о баланың, например, да, вот мысал келтірейін сендерге, сол ұйымдастырушылардың қатарында жүр сол жерде. Бір журналист қызметін атқарып жүр. Кәмелет жасқа толмаған бала трибунада емес, іште жүр. Ол жерде төбелес, қан. Да, там даже, ну, хуже, чем вот сидишь на этом, да, на трибунах. Ты посмотрел бой, и все, а тот прям там выиграет. Ну, моральдық тұрғыдан қаншалықты дұрыс. Заң жағын айтпай қойға. Заң, вообще заң жағынан ондай не... Мне кажется, такого нет запрета никакого. Ондай регулирование бар ма екен? Мне кажется, вот нет. Сол заңда ашып қарау керек болады. Ну, так, давай так, балаға ренжіп қалуым мүмкін тағы, да? Претензия жоқ. В целом, окей, организатор өздері өткіземіз, но в целом, егер балалар солай зорлық-зомбылықты көреді, соны қолданады десеңіздер, ну, элементарно ММА турнирден бастау керек. Да. 16 жасқа дейін кіргізбеңдер онда. Сосын ММАмен айналысатын балалар тоже кішкене тренировочный процессын қарау керек. Там добивание деген сияқты туда-сюда ондай нюанстарын ашып қарау керек. Менің ойымша содан бастау керек, да? Вообще тогда ММА нужно полностью заняться, потому что, ну, есть же и детские чемпионаты, скажем так. Да. То есть вы же давали на это лицензию, аккредитацию вы давали, правильно? Да. Это все в календарном... О, пойдет. Это все в календарном плане и так далее. То есть поэтому это такой комплексный вопрос. То есть одно министерство дает аккредитацию, лицензию, пожалуйста, газуйте. Другой говорит, нет, запрет и так далее. А эти говорят, нет, запрет на телевидении везде и всюду. Тогда что получается, если кто-то из бойцов UFC в потенциальный шавкат будет драться за пояс или станет чемпионом, об этом никто не будет писать, говорить, это не будет показывать? Это тоже является запретом? Нельзя об этом вообще в целом говорить? Или трансляции не сделать? Трансляцияны жасау болмайды деп тұр ғой, но вот окей, ол давай так, 12 жастағы балалар қазір Казспорт қарамайды, ол Қазақстан телевизор деген атымен қарамайды. Конечно, это не та аудитория. Это, ну, они телек вообще не смотрят, серьезно. Ондай балалар ММА қарамасын десеңіздер, егер ол, ну, тут прием көріп қап далаға шығып біреуге жасайды деп ойлайсыңдар, онда ең бірінші TikTok жауып тастаңдар. Не, слушай, вот я в свое детство вспоминаю, мы всякую фигню творили, по идее. И дрались, и там боролись, и всякую, ну, приемы тоже делали. Но я не могу сказать, что это прям из-за боев. Это просто вот что-то хочется вопрос. Нет, это ладно. Ол кезде заман бөлек қой, енді YouTube жоқ, TikTok жоқ деген сияқты. Қазір в любом случае балаларға әлеуметтік желідегі контенттің әсері бар. Дұрыс па? Да, по-любому. Әсері бар. Сондықтан ол жағынан тоже, допустим, трансляция проблем жоқ. Менің ойымша вообще егер, ну, бірақ мен бір жағынан түсіне алмаймын, просто YouTube'қа қалай мемлекет ограничение? Никак не Қазақстан, ол үшін Қазақстанда YouTube жауып тастау керек онда. Да, только так. Но это VPN, все это решается. По сути, они могут сделать, единственное вот решение, это сделать так, чтобы трансляция была только лишь доступна от 18 лет. Yeah. Это по-моему, онсыз да тұр ғой нелерде. Ну вот, такое может быть. То есть, а если у тебя нет регистрации, нету Gmail, да, если не указан возраст, ты просто-напросто не можешь его смотреть. Поэтому... Ну, да, стоит у октагона стоит 18+, все, там не может смотреть. Ребенок смотреть никак не может, только из другого устройства, ну, если там кто-то не включит и так далее. Но в целом, мне кажется, Казахстан единственное, что может сделать, это запретить в бан закинуть целый сайт youtube.com. youtube.com, и все, YouTube вообще будет... Да. Ну, а по-другому никак. То есть и в России они тоже не смогли это сделать, только лишь полностью там, либо блокируют, либо там частично блокируют, либо отключают монетизацию. Такие YouTube промоушены, все вот эти вот, что и Рух, что Октагон, что и другие, кто транслирует на Найза, они вообще с этого ничего не ловят практически, поэтому там это их особо не коснется. Но если уберут трансляцию еще из Ютуба, то это все, это конец, считай, потому что рекламодатели не получится. И так они не получают уже часть, знаешь, вот, мне кажется, Октагон в любом случае часть какой-то там с рекламодателей потеряет из-за того, что на телевидении нет трансляции. Это в любом случае больше аудитории, нежели там YouTube аудитория. Қара, лигалардың телевизорде болу, андай традиционный телекте, Казспортта болуын в основном талап ететін букмекерлер. Букмекерлерге лигалардың ұлттық мемлекеттік арналарда болғаны жақсы. Мен біраз уақытқа дейін бұл не екенін түсінбей жүрдім да, сосын бір рет ауылға барғанда түсіндім. Ауыл, в любом случае, ауыл болып қалады, ол жақта интернет көп қарамайды. Но телевизор всегда қосылу.
жай жатасың, шай ішіп отырасың, телевизор әйтеуір фоновый жүріп тұрады всегда. И ол кездер как раз 2022-нің басы, қателеспесем, найза дүркіреп тұр, бірақ интернетте. И ауылда найзаны ешкім білмейді. Особенно үлкендер. Но барлығы октагонды біледі. Да. И я такой, чё, бля? Чё? Это как, знаешь, все знают октагон, но не знают UFC. И такой, чё? И олар үшін, допустим, ауылдағы адамдар үшін октагон это синоним ММА уже. Бой без правил. Да, бои без правил. Түнде болады әйтеуір. Вот помнишь, бала кезінде бушидо түнде көрсетеді ғой. Вот солай ауылдағы адамдар түнде октагон қарайды, короче. Я такой, сол кезде такой, вот в чем дело, вот почему букмекеры. Көрдің бе, сен солай прям ауылдарға дейін кіріп кетесің терең. И вот Казспортқа шығуның талабы, шығу керек деген талап қоятын бұл как раз букмекерлер. Өзің білесің, мысалы, хардкор тоже трансляция болуға жақын қалды. Наматта, по идее, в записи берілу керек еді Казспортта. Да, я видел, я был на студии, я что-то комментировал, не помню, что. Да. Я вижу, сигнал идет от Намада, там Азамат там дерется и так далее. Да. И анандай хипичтен кейін просто көрсетпей қойды. Ну, слушай, давай будем честными. Вот ММА-организации в чем-то, наверное, виноваты сами. 100%. То есть нельзя говорить о том, что это вот все от они. Давайте вот. У нас же подкаст такой, мы всегда говорим честно. Будь то бы там мы за кого-то не топили. Вот это все подряд когда началось. Мен даже министерствоның трактовкасын білем қалай екен. Но вот да? через людей, как они общались и почему это происходит. Но мен оны қазір айтпай қойын, это будет выглядеть, выглядеть, знаешь, как будто я ангажированный. Ну смотри. Но бұл сосын саған жекеде айтам. Но там конкретно называется кім триггер болды. Осының барлығына. Смотри, давай так, ты мне сейчас не говори, после записи мне скажешь, я потом, никому тоже не скажу. Просто даже вот представим, что если будут переговоры, какие-то, вот в Казахстане, представляешь, все ведущие организации, Октагон, Алаш, Найза, Рух, Намат, Мирген была версия. Ну, в общем, все соберутся и такие, давайте зайдем к министру и объясним, или к министру спорта там и так далее. Даже в случае переговоров у людей с госаппарата будут, знаешь, вот такие вот аргументы. Вы устроили кипиш с олимпийским чемпионом, с депутатом, с госслужащим. Потом вы устроили кипиш с обычным школьником, разбили ему нос. Потом вы устроили кипиш массовой дракой. Потом вот так вот. Это может продолжаться, понимаешь? И они такие, и будут так, это не мы, это они, это не мы, это вот боец такой и так далее. Вот поэтому ты иногда бывает понимаешь, почему на UFC столько охраны, и там таких моментов вообще никогда не происходит. Были моменты из новейшей истории, из старого, помнишь, когда Найдис там жестко газанул там на одном из турниров, это, кажется, Strike Force был или что-то такое, не помню. Хабиб тоже газанул из таких свежих. И все вроде бы так. Но бывают там драки там в трибунном помещении, там где-то там Хамзат газует, где-то там, я помню, Масвидаль кого-то вырубил, Эдвардса. Но на турнирах мало что происходит. То есть там безопасность максимальная. Вырубил Эдвардса, но чемпионом не стал, да? Да и то не вырубил там. Что-то бам-бум двоечка дал. Да. Вот, и я к тому, что вот если потенциально будут переговоры, сказать, давайте хотя бы как-то смягчите что-то. Потому что, у нас государство такое, оно вот любит просто вот закрыть, запрет, все. Что не понимаем, закрыть, запрет, все. Нет, все, нет, нельзя, все. Вот так они делают. Вот. Қайда Жаңа Қазақстан? Нету никакого Жаңа Қазақстана, это все просто вот. Жаңа Қазақстан білесің ба қашан пайда болатын? Когда все вот то рос, учился, работал при совке, при коммунизме. Вот когда они сменятся, тогда возможно будет. Но то я в это не верю. Почему? Потому что все, кто сейчас работает, молодые, они работают под совками. Кто жил, учился, работал при коммунизме. И они уже на подкорке уже такие же. Сам Блайтень. Вот, резюмируя все, что ты сказал. Я не правда.
Когда сдохнет последний коммунист в Казахстане. Возможно. А пока мынаның барлығы сол баяғы старый Казахстан. Бірдеңе көрді, нет, даже үңіліп зерттемеген бои без правил делать. Тут целый министр, да, он называет это все боями без правил. 10 жыл бойы официальный спорт, любительский, сколько чемпионов мира, мемлекеттің ақшасына шетелге барып, чемпионат мира, чемпионат Азии қатысады, сборға қатысады. Здесь в Астане был чемпионат мира, ну, да. Потом поверить. Соның бәрін апарасында просто вот рухне, наматне, сборный Казахстан, вы бои без правил просто. Вот так вот, просто все в одну кучу, вы бои без правил. Но здесь бокс, да? А как бокс вот так вот на руках носят? Но, по сути, бокс тоже мордобой. Тоже бейттер. Ладно, окей, смотри, бокс мордобой, но в боксе столько коррупции, что в целом его нужно больше запретить, нежели ММА, понимаешь? То есть прямо на уровне вот Министерства спорта и культуры бокс полностью нужно его исключить. Потому что, ну, сколько примеров, сколько всего. Недавно совсем я вот листал то ли Телеграм, то ли Инстаграм, то ли что-то еще. Там была статья Казачкова, кажется, который как-то, я не знаю, где он находит, но, в общем, хороший журналист. В целом, не особо мне нравится, но ладно, окей. Он нашел там информацию о том, что Данияр Илюсинов числится в какой-то дюшке тренером, хотя при этом никогда не был там, он все время находится в США. Типа, откуда он получает зарплату, такая тема. И таких примеров полны-полно же. Это коррупционный составляющий, смотри. Ондай схемалар, біздің даже вот вау деп там бетке ұстар азаматтар ондай схемаларда замешаны. Мен просто ондай нәрсе көп, ондай пример көп прям. Там даже вот не обязательно там инсайдерскую информацию искать, жай бы шет жағасын білсең, ты уже примерно просто іште изнутри система қалай екенін білсең, то просто оны айтсаң бәрін окончательно жексұрын болып кетесің. Да все уже. Мне кажется, ондай нәрселерді айтпағанда дұрыс шығар, но көп адамдардың ондай коррупционный схемаларды замешаны екенін мен білемін. Конечно. Вот кәдімгі вот медийный адамдар там в мире ММА, анау көбін білем, что вот конкретно в каких они там схемах замешаны. Ну, такой думаешь, правила игры, наверное, такие дейсің. Айтпақшы, коррупционный схема демекші. Қазір сентябрьден бастап біртіндеп, біздің подкаст тек қана мылжың болмасын деп, анда-санда бір информативность болу керек, да, наверное? Да, и опять кто-то будет... Что? Звонить? Не, подожди. Жаңа ғана вот условно бір жарым сағат бұрын ғана маған түскен информация. ММА турнирлерге типа рұқсат беріледі. Там до сих пор бардак, ничего не понятно. Сентябрьден бастап типа рұқсат берілу керек. Помнишь, типа мораторий был. Ну, как бы мораторий. Должен быть какой-то орган, который будет регулировать, да? И вот мынандай шешімге келіпті. Қандай шешім? Әр турнирде 2 адам болады. Проверяющий. Да. Ничего, блядь, не придумал. Чистый совок, блядь. Короче, 2 адам келеді. Біреуі ММА федерациясынан. Вот кім білмейді, кім телеграмда не подписан. Короче, қазіргі таңда вообще заң бойынша осылай екен, осы уақытқа дейін. Кезінде Анатолий Кимнің жасап кеткен тірлігі. Любительский ММА федерациясы в общем бүкіл ММА-ға жауап береді. И даже профессиональный лигалар солардың рұқсат алу керек. Қазір 2 адам келеді, әр турнирге вот представь, вот біз екеуміз октагон турнир өткізіп жатыр. Мен ММА федерациясының өкілімін. Мен келемді, мен төрешілердің жұмысын тексеремін. Как бы, типа, качество судейское. Ну, Найзаның хейтерлеріне ұнайтын жаңалық, в свете последних событий. То есть, сен спорт агенттігімен, қалай полное название? Ну вот, агентство туризма и спорта. Ага. Сен соның представительсің. Сен келесің да, жалпы іштегі нені тексересің, что хипиш болмады, андай-мындай деген сияқты тірліктер. А если он будет, что я буду делать? Писать жалобу? Вот непонятно. Вот, окей, бірдеңе болып қалды, там, октагонның ішінде біреу төбелесіп қалды. Ол не істейді сосын?
Ол типа ондай нарушение болса, типа оған рұқсат бермейді турнир өткізуге ары қарай, түсіндің ба? Следующий турнир запрет. Да, сондай судьялармен не істейді. Ол адамның қандай несі бар, басымдылығы бар, чтобы бәлен жыл бойы кәсіпқой там судьялардың үстінен қарап отырады. Сосын көрдің бе, тағы да бұл жерде сол сабақ баяғы надзор. Ол ондай жерде сосын коррупционный схема. Конечно, пришли их, они двоем пришли, их накормили, напоили, там все. Олар, чинушалар ғой. Конечно. Мен көріп жүрміз ғой, тоже мынандай болып келеді. Что здесь? Ол бастық, ол контроль, он и есть. Вот это вот все, понимаешь? Вот. Я и есть мемлекет. Да, вот, я и есть власть. Вот. Төрт аяқтап жүріңдер менің алдымда. Когда не власти. Сондайға дейін жетеді. Да, сондайға дейін жетеді. Сосын біреу мысалы ақша вымогать етуі мүмкін. Конечно. Біреу атақдан басталады сондай тірлік. Сосын біреу может там лоббировать, сказать, какое-то агентство туризма. Мен бір врачкам бар еді, соған бір бой жасап жүрмін. Условно. Да, конечно, все что угодно может. Или айтады, анау жерде бір хипиш болып қалады, соны көріп, допустим, октагон сыртында бір жерде айтады. Мен жазып жіберемін. Или жазбай қоя. Да. И ондай сценарий көп жететін. Ол жерде мемлекеттің түкке керегі жоқ. Плюс ол екі адам непонятно. Мысалы турнир Алматыда, анау күйеуі Астанада тұрады. Еще оны организатор өз ақшасын алып келу керек. Подожди, это должен условно октагон или Алаш Прайд привести этих двоих вот на свой турнир. Если это будет Туркестаник, допустим. Какая разница? В Каскелене, в Хонаеве. Кентау, братан. В Кентау. Какая разница? Смотри, а если это вот случай октагона, если это будет в Бишкеке? Нет, извините, это не ваше это поле. Там ваша власть не работает. Тогда проще проводить вообще не в Казахстане всем, понимаешь? Вот сондай нюанс бар. Вот қазір, вот сентябрьдан бастап правила игры вот так. Но бұл барлығымызды ММА, вот по сути 2022 мен 2023-тің алғашқы жылы, вот осы 1,5 жылды алыңдаршы, бұл Қазақстан ММА-ның, наверное, алтын дәуірі. Был пик, да. И сейчас идет спад. Все, и лучше не будет. Там уже блай, там, да, плюс-минус. Но уже ондайға жетпейтін шығармыз. 1,5 жыл біз спокойно от души турнирлер беріледік. Все это началось, как нас уволили с Найзы, братан. Как чувствовали, да? Да. Барлығы қалжың ғой. Но вот сондай адамдар, ол просто надзор ғой, сол біз баяғы айтып отырған, тағы да сол сабокқа келіп тірелді. Ол ондай жерде егер бір адамға барлығы барып түйілетін болса, то есть ондай процесстер жасаған кезде система сдержек и противовеса деген болу керек. Да. А мысалы ана жерде барлығын келіп қадағалайтын адамға кім әй деп айта алады? Сол біз айтып отырған, ол жерге де я есть власть. Да, и все. Ана судьяларды қарап отырған адам айтуы мүмкін. Ну, это же судейство, дело такое. Хер что докажешь. И оно айтады, они не так судили. Они хреново. Тут же не 10-9, тут 10-8. Да. Понимаешь, там можно вот ол жерде, ондай жерлерде субъективизм көп. Короче, это бред, это тупая идея. Это очень тупая идея. Ол жерде субъективизм көп. Ол заң деген жерде неде нақты жазылмаған дүниені вот так можно просто крутить вот куда хочешь. Да. Сондықтан енді оңбаймыз. Қатты бір сондай бір жаңа бір шарықтау кезеңіне жетеміз ау деп ойламаймын. И на фоне этого телеграмға текст дайындап қойдым да, сосын кетшін әкетіп жазбай қойын дедім. Лучше осы жерде айта салайын. Да продублируй после подкаста уже. Ну, может быть. ММА-де жүрген полностью функционерлердің барлығының бірігетін уақыты келді. Да.
Как она есть? Бір үстелге отырасыңдар. Ең бірінші мәселе бұл календарь жасайсыңдар, бір жылға полностью согласованный, кім қайда қай уақытта өткізеді, и чтобы бір апта, бір суббота 2 турнир болмайтындай, например. Это ладно, это так. Или на одной неделе не было 2 турнира. Сосын. Условно. Андай бір әлеуметтік ағартушылық жұмыстарын жүргізу керек, типа ММА деген не? Ол былай Шавкат андайлай былай төбелесіп, мынау былай төбелесіп, ол күн сайын подкаст жаза беру емес мәселе. А именно планомерно халыққа, во-первых, ол бои без правил емес. Бұл мынандай индустрия, осындай ақша жүршінде, осыншама жігіттер, кім білет ертең не болып кетеді. Мемлекет олардың барлығына бірдей тең жағдай жасай алмайды. Оларға барлығына бірдей жұмыс, достойный бір там заводын тауып бере алмайды. Сол жерде сондай ақша табатындай. Олардың барлығы осында жүр ақша тауып. А егер мынау болмаса, ертең сосын стоять ограбление деп кеп тұрады саған. Да, мы же спортсмен, чем еще делать? Сондай нәрселер түсінбейді, или уже там религиозный фанатизмге дейін кетеді. Сириядан бірақ шығады. Ондайлар көп қой. Особенно жезқазған маңайынан. Кәдімгідей, и мынау министрлермен кім солармен кәдімгідей менің ойымша ақпараттық соғыс жүргізу керек. Да. Бірігіп кәдімгідей құрасыңдар план, сен сөйтесің, сен бүйтесің, сен мынаған интервьюге барасың, сен мынаған интервью бересің, мынандай сөйтеді, бүйтеді. Уже андай просто развлекательный контент, это понятно, окей, но қазір реально уже бірігетін уақыт келді. Но мен оған сенбеймін. Онда даже сен информацияны соғыс жүрмесең, қазір бір үстел басына отыру керек. Согласен. И конкретно шешу керек. Жігіттер, не істейміз? Сейчас переломный момент для нас. Что-то сейчас давай вместе подвигаемся, потом уақыт дегенде қайдан тарап кетеміз. Кім қайда кетеді, ол не проблема. Әрқайсының өзінің жолы бар в любом случае, да? Өзінің көзқарасы, политикасы бар деген сияқты. Но именно қазір бас қосу керек. И мынамен бірдеңе қылу керек. Заңды өзгерту керек, во-первых. Лобби керек. Кәсіпқой ММА лиганың, организацияның әуесқой федерацияға бағынуы бред. Нонсенс қой, миға кірмейді. Это чистый бред. Даже вот возьмем мы бокс, да, допустим. Да. Далеко ходить не будем. Есть любительская федерация бокса. Была какое-то время профессиональная федерация бокса. Сейчас вот наш родной Арман Мамунов возглавляет комиссию бокса. Да. Которая регулирует именно дела вот профи-бокса. Да, все. Да. То есть любительская федерация бокса своими чемпионатами мира, Олимпийскими играми туда вообще не лезет. Ну, так и должно быть. Системасы да вообще әртүрлі ғой, мақсаттары да әртүрлі, вообще әртүрлі. Спортсмендер де, даже тренировочный процесстер де әртүрлі. Любительская федерация бокса просто лишь вот осваивает бюджетные средства, готовит спортсменов, они выезжают на турниры, на соревнования, там календарный план и так далее. Проф-ММА — это зарабатывание денег, это чистый бизнес. Да. По большому счету. Все, там нет никакого там патриотизма и так далее. Қара, екеуінің әртүрлі философиясы, мыналар мемлекеттен ақша алып, там сбор ұйымдастыру керек. И еще бизнеске ориентированный лиганы қадағалау керек. Вот ойланып көріңдерші. Это как это должно работать? Чистый бред это вообще, это такой... И вот такой тупизм. Соны өзгерту керек та, что там условно Министерство спорта өзі, там агентство, қалай уже атын ұмытқым толық название. Условно там промоушенге конкретно бір лицензия береді. И уже напрямую сол туризм, агентство спорта туризм, да, условно сонымен жасайды. Или там басқа может бір агентство болады, да. Но әуесқой федерацияға бағыну, ну, вообще нонсенс. Мен үшін, типа, серьезно. Ол заң условно бір 10 жыл бұрын қабылданған дүние. Да. Қазір ол вообще не актуально. Ол кездері мен білем ол не үшін жасалған. Ол кезде Анатолий Мырза просто Қазақстанның ММА әуесқойын болсын, кәсіпқойын болсын, толықтай өзінің былай қолының астына қысып алғысы келді. А тогда никто ничего не сказал, типа, да, қой, Анатолий, кумаш, давай. Ну, иш, иди гуляй. Сондай момент. Сондықтан менің ойымша, егер қазір былай қала беретін болса,
онда в целом ақырын бірден емес, но біз құлдыраймыз, и в итоге біздің ММА сол 2019-20 жылға қайтып келеді. Примерно сол жерде жүреміз. Просто оған сен еще есепте, қазір сентябрьде букмекерлерге қатысты заң қабылданады. Тоже будут ограничения. Оларға қатысты мен қандай именно ограничение болмайтынын білмеймін, бірақ сентябрьде уже парламент қарастырады. Сондықтан непонятно. Егер бұл заң тоже там букмекерлер ММА лигаларға ыңғайсыз болса, мүддесіне қарамай болса, онда все окончательно. Қазақстанда ММА деп вовремя я с работы уволился. Я буду подкастером, мама, я буду комментатором ММА. Знаешь, что меня самого в этой всей истории смущает? Тот факт, что вот все эти лиги и организации, это же бизнес, да? А у бизнеса же есть какой-то там мораторий на проверки и так далее. Есть такая тема? Не знаешь ты? Ол жағын білмеймін. Ну, кажется, вот есть такая тема. Допустим, если ты открываешь кафешку, ресторан, они могут тебе заходить МЧСники, ЧС, там, СЭС, и тупо проверять акиматовские, брать себе бабки там и трясти себя. Интересно, вот в ММА организации есть такая тема? Это же тоже бизнес, по идее. Это ТО, наверное, что-то такое, какое-то юридическое лицо, наверное, так это оформлено все. Интересно просто. Ну, не могу знать, не могу ответить. Ол жағын дұрыстап енді сұрау керек, но в целом сұрағын түсініп отырмын, иә. Сондықтан, ну, қазір просто осы болып жатқан процестердің маңыздылығын түсіну керек та. Ертең реально салам алейкум болуы мүмкін барлығы. Политический подкаст у нас сегодня. Не про ММА, а про все остальное. Закрываем эту тему. Что-то мы много, почти час просто вот не про последние события. Хотя это событие очень сильно касается ММА, по идее. Сейчас все запретят, все, подкаст тоже запретят. Да. Басқа темаларды талқылаймыз. Вот такие же темы. Или тарихи ММА подкаст боламыз. Ой, я буду там тупить, и Сатай будет рассказывать. Я такой, да ты чё, ничего себе. Мәссаған, сондай боламын да. Сондай болдым ма? Жоқ, мен ММА-дің тарихы жайлы деп. Ну можно и так. А помните, да, вот первый турнир на Лаш Прайде? Да, и погнал, короче. На этом турнире дрался первый раз там Хайрат Ахметов. В этом карде еще был Зубайрат Тухугов. Ага. С Хайратом. Так, Қуатым Хамитовым. Ну, жарайды, около ММАшный, там, саясат, әлеумет жайлы сөйледік. Давай непосредственно про бои какие-нибудь поговорим уже. Все, закрываем вот этот блок, переходим дальше. В Баку прошел турнир, куда мы благополучно не поехали, и на Бишкек мы тоже не поедем. Тоже не поедем, и в Алмату, я надеюсь, хотя бы в Алмату поедем, может быть. А в Баку как тебе турнир? Понравился? Нет. Почему? Очень низкокачественные бои. Слушай, я бы сказал так, что в целом я раньше думал, что в Азербайджане есть бойцы ММА. Их вообще нету практически. Действительно там... А мне кажется, или Октагон не тех нашли, да? Мне кажется, этот уровень примерно был вот какого-то КМСника у нас в Казахстане по ММА. Ну, реально, вот бои вот... Обычно, когда в Октагоне там проходит турнир, в Алмате то же самое, да, в Алмате, допустим. Прилимы идут, и там обычно начинаешь 1-0, 2-0. Ну, там такие зарубы идут, просто сразу же, бам-бум-бум-бум. Тут просто вот не могут ни удосрочить, не могут ни выиграть нормально и так далее. Ну, біздің Қазақстанның там бір 9-10 нөміріне жетпейтіндер ғой. Таң қалдым да. Ну, в целом, да, түсініп отырмын. Азербайжанда ММА дамымаған. Больше Октагон үшін андай как имиджевый проект шығар. Еще турнир бастағанда сразу байқадым да. Канваста букмекер жоқ. Да, тоже заметил, нету. Это прикинь, букмекер там львиная доля спонсорства. И всем букмекерсіз барасың. Нормально так, на бабки, пацаны попали, да? Сейчас в Бишкеке такая же история может повториться. Сознательно причем. Соны көріп таң қалып қалдым такой, о, ничего себе. Но там в целом бір-екі жекпе-жек қызық болды. Мен такой Руслан Серікболовтан таң қалдым. Мен, помнишь, мы обсуждали же еще этот бой? Да. Серікбол. Я сол кезде айтқам еще, там, не списывайте Серікбола, потому что Акшин Бабаевтың оңып тұрған шамал тоже. Да, он примерно, да, уровня одинаковый практически.
И Серик был үшін қуанып қалдым. Еще плюс он там бонус забрал. Такой, вау, ничего себе. Бонус он взял за бой вечер? За бой вечер, что ли? Не помню. Ну, какой-то бонус он получил, короче. Молодец. Не, ну бой яркий был, там реально. Хорошо, самый такой, да, интересный бой получил. Сосын Жансерик. Жансерик красавчик. Блин, молодец. Вот просто по классике. Вышел, да? Отработал, да, все как положено. Против борца как надо действовать, да? И еще задушил еще. Уработал просто. Душканул. Мне понравился, знаешь, какой бой? Я сейчас вспоминаю. Роял? Ну, да, кстати. С Шерзодом. Да, нормально. Будиловым, да. Нормально. Подрались. Что мне еще понравилось из такого вот, такого. Да вроде все. Тимур Хуанышпен, Кемал Шентурк, что ли? Лучший бой, это бой, который не состоялся, Дима. Лучшая драка, это та драка. Вот это я не понял этого, бля, Шентурка. Шайде. Так, они были в прелимах, да? Есімде жоқ уже. Негізі картта болған жоқ олар. Но как-то, ну, по сути, біртүрлі ситуация ғой, нонсенс тоже, андай, парадокс. Но как-то вот инфополеға леккен жоқ та. Ну, потому что без внимания осталось. Ну да, потому что Тимур Хуаныш не такой, наверное, знаешь, вот известный сейчас. Хайповый и так далее. Неизвестный, просто сама ситуация же, ну, такая... Не разлетелось ничего. Ну, соған таңғалып қалдым, я думал, сейчас, нормально, сейчас прикол будет какой-нибудь. Не было. В итоге ничего не было. Походу, единственный прикол, который делали на октагон, это и делал я с этим. Оның мотивациясы жоғалып кеткен, типа. Жекпе-жектің алдында айтқан, у меня нет мотивации драться. Ну, короче... Тупейший оправдание, которое я слышу. Причем, знаешь, они так газанули на этом, я думал, сейчас нормально будет заруба. Они там на стердаунах потолкались. И, походу, все, что мог сделать на стердаунах. Всю мотивацию растерял. Причем, знаешь, он, ладно бы не вышел в целом, он еще вышел, он был забинтован, он был... Катманы его отработали, он надел перчатки. И... Он... Не понял я, короче. Извини, его. Что перебил. Он... Да, ничего страшного. Алдап шығарған сияқты. Потому что он когда... Кімге келді ғой? Катманға келді ғой, уже тогда что-то показывал. Уже тогда... Он рефери что-то говорил, Бауджан. Да, смотрю, что-то не пойму, рефери этому Катману по барабану, и вот пам-бам, все, запихал, знаешь. Как будто бы просто его... Цель была просто его там вывести в октагон. Знаешь, какой бой мне не понравился? Сержант Сапаргалиев. Гадир Муслумзаде. Выиграл сплитом Сержант. В целом поздравляю. После 2 года, кажется, он не дрался, после 1,5 года не дрался, и выиграл наконец-то. Ну, близкий бой очень близкий был. И вот, не знаю, вот такая вот не слишком явная победа, мне кажется, Сержана была. Да. Ну, поэтому и сплит, наверное, да? Но удивительно, что он дрался против азербайджанца в Баку. Еще и выиграл. Хотя, если был бы близкий, наверное, отдали бы Гадиру, мне кажется. Но здесь отдали Сержанту. Судейство, сондай критерий бар ғой, да? Хозяин. Ну да. То есть, если близко, то что нет-то, да? Что не отдать-то? Вот, поэтому все. Что еще можно ответить? Да. Временный чемпион стал. Ислам Болтаев. Хорошо подрался. Как она есть. Затянул в поздние раунды и потом вырубил. Но Даидовке қарсы ловить нечего. Керим Даидов, Ислам Болтаев это временный чемпион, по сути. Он подрался, он 2 раза дрался в октагоне и 2 раза с одним и тем же соперником. Да. Первый бой был дебют Кундуз Набиев, второй бой уже против Гундуза уже за пояс. Вот это карьера, да, у пацана. То есть он сейчас может даже не выходить против Керима, просто уйти с поясом и все. И он, по сути, чемпион октагона, пояс есть, все есть. Не знаю, вот Роял Лильзаде, он же должен был драться. Кстати, да. Мне тоже что-то заднюю дал. Роялды енді кімге аттастырып жатыр? Тимурға. Ну, с Тимуром, мне кажется, он должен подраться. Блин, но мне кажется, он соскочит. У него сейчас 6-0. Дамирден секіріп кетті ғой Лилизаде. Да, я знаю. И, скорее всего, Тимурмен келіспейді тоже. Потому что, ну, там ставки высокие. Да, рекорд әдемі, там 6-0 ма, 7-0 ма? 6-0 сейчас. Қазір 6-0. Рекорд әдемі, но в целом Тимурды ала алмайды. Сомневаюсь. Андай прям уровень жоқ, да? Ну, это риск. Да. И, скорее всего, если он с Дамиром не рискнул, то тут тем более не будет рисковать.
Скорее всего, Тимуру ищут соперника. Я думаю, что вряд ли это будет Лилизаде. Сондықтан, тем более Тимур уже осы сентябрь 20-ші өтеді. На октогон елуде, там навряд ли Лилизаде будет. Там титульник будет? Там, скорее всего, титульник, да. А кто там из этих возможен? Надо вспомнить. Надо поспоминать, да. Там, по идее, есть 57. Кто дрался, кто на победной серии, нужно посмотреть бойцов, не так много. Вот, в чем прикол, что, допустим, Найзаның ростерін алсаң, ты сразу, почти бүкіл ростерін сразу білесің, да? Там потому что 3-4 человека. Ну да, я Октагонның ростерін алсаң, блин, запаришься вспоминать, потому что, ну, там реально глубокий ростер. Да. Так что... Особенно вот эти жеңіл салмақтар, я до сих пор не всех запомнил. Что прям, ну, реально глубокий, слишком глубокий ростер. Даже ну, слушай, мне кажется, надо в Октагоне сделать какой-то уже, не знаю, сайт, что ли, или что-то еще, чтобы ты заходишь, и там вот рейтинги обновлялись и так далее. Потому что мне даже самому интересно, например, там топ-15 посмотреть вот в этом весе, для своей информации, вот, на подкасте здесь разгонять. Ни сайта, ничего нет. И это касается не только Октагона, это всех других тоже промоушенов касается. Ну, один блокнот на вашу. Да, то есть, и чтобы было логично, допустим, вот он дерется с этим, потому что он там на 6-м месте, тот на 8-м месте, допустим. Вот так вот. Ну, я понимаю, рейтинги сделать сложно в целом, в общем и целом. Ну, хотя просто список бойцов. Да просто по ощущениям сделать и скиньте чисто ради хайпа, там, ради медиа, ради хайпа. Да, но вот есть, допустим, рейтинги там какие-то организации, я такой думаю, что там, этот пацан вообще там ни разу не дрался, как он там в этом рейтинге находится. Қазір даже Алашпрайд рейтинг шығарабастады. Да, ну для рейтинга нужны критерии, по сути. Да. Они должны учитываться. Я вот занимался рейтингами, проводил рейтинг вузов. Там у нас было больше 20 критериев, чтобы там какая-то специальность вуза была на первом месте. Там столько всего, по сути, надо. Это еще математически надо высчитывать, потому что у тебя по Казахстану больше 100 вузов, и каждый говорит, а почему вот я на таком месте? И ты ему говоришь, потому что у тебя вот здесь вот нету, у тебя здесь нету, а у них вот это есть. Поэтому то же самое здесь надо делать. Если что, обращайтесь, я могу проконсультирую. Профессиональный рейтингист. Отрейтингирую ваших бойцов. Ты мне написал список тем, которые мы сегодня будем обсуждать. Ну, просто маған қызық нәрсе жаздым да. Да, ну, мне тоже вот интересно было, и сразу, когда написал, я только подумал, да, действительно, я хочу с тобой обсудить, знаешь, что мне не нравится в целом в казахстанских лигах, организаций, это касается абсолютно всех. Неважно. Когда лига на своих официальных инстаграмах пишет в разработке, а потом бой не происходит. Мне кажется, вот такими вот в разработке и так далее должны заниматься абсолютно не связанные с лигой ММА-паблики. У нас таких много. ММА-файтерс, КАЗ-ММА и так далее. То есть там не должно никак быть названия лиги, чтобы это сделать в разработке. Или напишите вслух, бум. Это раньше это пацаны делали за бесплатно, понимаешь? И сейчас делают за бесплатно. С любым админом свяжитесь, скажите, давай ты будешь нашим инсайдером. Это и для админа тоже классно. И ему эксклюзив. То есть ты сразу скидываешь, мы сейчас сделаем разработку Донченко и Ханыбек. Ну, выпустим первый. Біржағынан ол бала болып қалады ғой. Ну, а что нет? Тогда ты можешь сказать, что по нашей информации в разработке находится такой поединок. Да. Все. Он будет, не будет. Это уже не от лиги будет зависеть. Это будет зависеть от того, кто это сказал. Ты же сказал, что будет, Исатай. Да. Он сказал, в разработке это слух просто. Была такая информация. Все. Вот так должно это быть. А не так, знаешь, вот типа Доусон будет драться против Санжара Адилова. Или просто с кем он будет драться? Дотсон, да. Дотсон, блядь, знать не знает, что он будет драться вообще. Он в Барнакле чемпионом стал, ему никакой Алашпрайд. О чем вообще вы говорите? Таких полны-полно же. Да, оған дейін как раз... Ренен Барау или кто там еще? Ренен Барау, да, был. Давайте сразу тогда Доминика Круза подпишем, что нет-то? Нет, Нгану. Нгану тоже, да, у кого-то там что-то было? Не у нашего, у кого-то было Нгану. Хардкоре это было Нгану. Ну, не знаю, это чисто такой вот, очень такой, знаешь, недорогой хайп. Зачем он нужен? Еще Сулянов на полном серьезе, мен саған $2 миллион төлейін деп тұр ғой. Серьезно. 500 тысяч тенге и плюс қымыз такой, да? Да нет, почему, пацаны? Не, вот, көрдің ба, просто ондай постер шығара бересің да, сосын ол жерде, ну, сен шығарасың постерді, окей, но по факту ондай жекпе-жек жоқ қой. И болмайды да. Зачем? Сен оны өзің де білесің да.
Ну, хочешь там на ровном месте чуть-чуть там, да, чтобы пообсуждали. Сторонний бір инсайдерға жібере салсайшы просто. Вот, можешь у себя опубликовать, вот, инсайдерская информация. Он просто ждет, что не конкретно вот такого числа будет бой, а вот, условно, Алшпрайт разрабатывает такой бой. Хотят Санжар Додсон ведут переговоры. Все. И так или иначе, сен барлығы саған сілтеме жасайды. Так или иначе, барлығы Алашпрайтты талқылайды, да? Да. Но бұл жерде Алашпрайттың репутациясы ешқандай бір... Да, не пострадает, потому что не они сказали, это вот он сказал же, какой спрос. Мы вообще об этом не говорили ничего. А так Алашпрайт алады да Додсон салады, потом он сол посттың астына Додсон сосын менеджер комментарий жасайды, что типа не верьте, это дезинформация демесе. А сосын Алашпрайт алады да оны удалить етпейді вообще. Зачем тогда? Но вот сосын қалай түсінуге болады оны? Да никак. Ну, это просто держит за дураков от своих зрителей. Зачем? Вот, я не понимаю, зачем? Для чего? Это просто вот тупо вот какой-то хайп для того, чтобы хайпануть. Я не понял. Возможно, там и были какие-то, знаешь, такие идеи. Давай вот, он же сейчас свободный агент, давай с ним свяжемся. А у меня есть выход, да, у меня есть выход. Все, делай постер, сейчас договорился уже. Оказывается, ни хрена не договорился. Просто тогда не делайте это зачем? А менеджер даже не ответил, да? Возможно, так, да. Эй, как его зовут? Менеджер. Эй, менеджер, we want to offer you a fight in Kazakhstan against world champion Санжар Адилов. Еще, былай, для интереса гонорарын сұрадым. Типа, қанша сұрады? Что-то цифра хотя, блядь, маленькая слишком. Я думаю, что-то не то здесь. Сол кезде еще. Мен таңғалып қалдым да. Сколько тебе сказали, что он запросил? Ну, давай, айтпай ақ қояйын. Это... В районе 10, да, это было? Нет, чуть больше. 12. 10-500. 10-500, да. Ну, даже сол нені соманы айтқан кезде уже күмән туа бастады да. Типа, реально? Додсон там, да. Ну, представь, вот через призму американца. Тебе пишет кто-то непонятный вообще. Казахстан-то. Олар үшін Казахстан, Афганистан, Пакистан одно и то же там. Где стан, там, значит, война, короче, и люди обмотанные, да? Война и диктатура. Да. И стандартный американский гонорар үшін барамақ какой-то, а там даже ниже, чем его стандартный американский гонорар. Барнакл там больше намного платит. Сейчас с чемпионом, кстати. И да, я такой, что-то засомневался, короче. Или, допустим, Барауда объявляет это, типа, Барауда. Я такой, ну, зашел, смотрю, Бараудың менеджер. Жоқ. Бои? 9-ы Барау мен Бағдосты көрсетіп шықты. Да. А 8-ы ода Америкада Геймбред FC-де тұр жекпе-жек. Не состыковочка получается. Я такой, че? Кого хотят они обмануть? Ну, Исатая, что ли? Не пройдет, не получится. Не, ну действительно, на самом деле, пацаны, если так хотите прям хайпануть, делайте это не через свои инстаграмы, делайте, вот создайте сами тогда, ведите сами пускай админы, не называйте это не Алашпрайт, назовите это как-нибудь. Этих полным-полно, Жаунгир, КЗМ, бойцы ММА, они все с удовольствием будут согласны с вами работать, пацаны. Все с удовольствием будут работать. Это для любого админа это классно, потому что любой, вот из всех вот ММА пабликов все одинаковые, все на репостах сидят, никакой аналитики, никаких статей, ничего нет. Не все. Единственный, кто... Ну, ты телеграм-канал, ты не паблик. Я про других хотел сказать. Но вот для любого админа паблика будет классно, если у него будет инсайдерская информация, эксклюзив. Он первый это будет сделать. Если он первый об этом скажет. Вот на этом многие российские вот журналисты сидят в основном. Лазорин так поднялся очень быстро, да, скажем так, он что один из первых он делал... инсайдерскую, да? Да. Акамото тоже, по сути, инсайдер. Ариэль Кельвани тоже инсайдер. Ну, просто он с бойцами многие общается, он с UFC никак не общается. А, допустим, Акамото, он же ESPN-овский, там напрямую просто ему UFC, конечно, сливают и все. То есть таких полным-полно журналистов. Ну, это же не инсайдер, получается. Ну да, но типа он инсайдер, но не инсайдер. Понял, да. Все равно, что ты был бы инсайдером, хотя работал бы, допустим, на Октагоне. И вот, то есть я мог бы быть инсайдером, сказать, а вы знаете, на подкасте сказать, а вы знаете, что вот Тимур будет драться против него. Вот, у меня есть такая хотя мы не знаем. Хотя мы не знаем, да. Какой там, ты говоришь, паблик сидит не на репостах? Ну, не прям на репостах, но лично, эксклюзивно. Допустим, маған Алпсоқтың жасағанын Да, согласен, я тоже про них сразу вспомнил. Вот их инфографика, которая вот это вот, это была пушка.
Не, и в целом, ну, ол реально көп уақытты қажет етеді. Смотри, инфографика какая, которая вот конфликт этого Ахтуария с Арманом, из чего произошел, ты про это говоришь? Ол да бар. Не, вот это сразу такой, пацаны, все вот, не знаю, из-за чего, а вы прям проанализировали, да, сделали. Да, я не знаю, там, не, ол реально уже жұмысты қажет етеді. И в целом ол өнер ғой, там инфографика жасай білу. Конечно, вообще такой не умею. Да, он, мен қолымнан, допустим, ондай нәрсе келмейді. Я просто могу, блядь, что-то написать и все. Мен ондай нәрсені жасай алмаймын. Да. Или просто в камеру могу что-то пиздануть и все. Да, но олардың жасаған, но прям реально, это... Еще қазақша вообще красавчик. Да. И там, допустим, мысалы, кеше анау Қытайдағы қазақтар туралы прям информацияны салып отыр, да, и прям, видимо, напрямую общаются. Да. Я такой думаю, базар, молодцы. Они еще, знаешь, это часто делают инфографику, допустим, кто когда там когда дрался и так далее. Ну, в общем, молодцы. Да, и Телеграм жүргізеді, прям оно, как... нелер жүргізеді, UFC Russia жүргізеді ғой. Каждый жекпе-жектің қорытындысы шығып отырады. Да, отслеживают. Онлайн трансляция жүргізіп отырады, я такой думаю. Так что я подписанный, всегда позже подписан, ссылку оставим. Вот, никакой рекламы, просто от нас рекомендация. Во-первых, это қазақша, во-вторых, это очень интересно. Реально очень интересно. Сам часто зависают там. Инфографика прям нормально в этом плане. Вот. Но название, пацаны, Алыпсоқ. Просто, знаешь, вот я как-то вот помню, был такой вид спорта в Казахстане, Алыпсоқ. Это было айкидо, дзюдо, само, что-то боевой самбо, карате, что-то еще, короче, все, почти как ММА было. Сондай бір флешбэк болмаса, сол бұрынғы, типа, казахский рукопашный бой ғой, по сути, да, Алыпсоқ. А так в целом даже атауы аутентичный, ғой? Ну да, я согласен. Оно как бы вот прямо именно казахи, знаешь, такое, да, вот, как и должно быть. Это типа не UFC Кас, не Кас Файтер, вот такая, типа не мы Файтерс и так далее. Это прям Алыпсоқ. Все. Алыпсоқ нах. Да, под это можно и делать. Остается добавить только нах, да? Нет, это уже лишнее будет. Так что обязательно подписывайтесь, пацаны, если не подписаны. Может быть, для вас мы откроем. Особенно Телеграм. Телеграм жазылыңдар. Алыпсоқ прям топ-топ. Все, обсудили вот эти вот фейковые сбросы в разработке от самих вот именно организаций. Кім тыңдап отыр? Вот схема простая. Просто берете и сливаете инфу левосторонним каким-то людям, и олар жаза бересін. И причем даже не говорите, что это, знаешь, это типа фейк. Просто скажите, вот мы, короче, сейчас хотим это сделать. И, возможно, даже будет так, что, типа, там, условно, Алимжан Бектаев, да, сейчас, по-моему, главный, Алашпрайтта, Данияр Қасқаров, наверное, и оған даже шығат напрямую, там, подтвердите, не подтвердите. Конечно, да, будут журналисты выходить. И вот уже движуха пошла. А так просто односторонний ты выложил, все там разрепостили? Нет. Как будто бы схема онша емес сияқты. Просто мен мынандай дүние есіме түсіп кетті. Осы жылдың мамыр айында Рауан Бекболат сам себя сдал Бекболат. Короче, бір сторис салат, типа вот июнь все жекпе-жек менде, и Шердок салат. Топологи. Кім Топологи? Топологи салатта, но фотография и имя закрасил. Но ссылка болады ғой. Ты по ссылке прошел? Жоқ, ссылка, он скрин сделал. И там просто бойца, неде Топологи ссылка, да, там же имя прям бойца написано. Да. А там написано Рафаэль Диас. И я такой, ну я этого чувака знаю. Да. Султан Тулискин, Найзан Гран-при. Да. Кіріп шықтым, тексердім, реально, ну, рекордын просто сопоставил, реально он. И просто база ММА пацанам беру, сливаю, вот он в июне будет с Рафаэлем Диасом драться, полную инфу дал, что он в М1 дрался, что он и выложите пост. И сон база ММА салат Инстаграмға. И Алашпрайт ренжіп жазады, типа, бізден бұрын неге саласыңдар, анау мынау деген сияқты. Я такой, чё? В смысле? Маған Инстаграмның админ жіберіп жатыр да, бізге осылай предъява келіп жатыр, мен не істейін, короче, ну, пацан потерю поймал. Я говорю, ладно, ничего, короче, не знаю, разговариваю как хочешь, мне, говорю, без разницы. Я говорю, претензий не понял, наоборот, сендер туралы біреу жазып жатыр ғой. Вот наоборот, именно, они неправильно работают. Да, это вообще подход неправильный. Ол сендер ол біздің информация деп жабысып алмау. Наоборот, егер сендер туралы біреу айтып жатса, сөйлеп жатса, жазып жатса, ну это же классно. Ну не, смотри, допустим, вот есть моменты, когда вы делаете какой-то большой бой, вы не хотите, чтобы информация слилась, тогда можно это определять. Типа вот мы работаем над мега-боем, как это было, я помню, в UFC, когда они хотели сделать бой
этого, Леснера. Он же ушел с UFC, потом вернулся. Хант. Да, и эту информацию слили, что Леснер будет драться. И такого уже, как бы, знаешь, этого не было. Но здесь я тоже не согласен с этим. То есть, наоборот, это надо, чем больше сливается, тем лучше. Допустим, некоторые голливудские фильмы, особенно Marvel, они специально сливают трейлеры или там какие-то, знаешь, кадры специально. Да, это особенно было вот Человек-паук последний, где там 3 Человека-паука было. Такие, короче, были фотографии специальные, и они аж такого плохого качества были сделаны, еще без спецэффектов, и такие все такие, да не может быть, что они там 3 появятся, да не может быть. И, короче, движуха была, обсуждалась, и поэтому все ждали, чтобы увидеть, так будет это или не так будет. Поэтому я вот с этим не особо согласен, конечно. Сондықтан информацияға жадный болмаңыздар. Да, в любом случае, к вам же пойдут бои смотреть. Да. В любом случае, егер сторонний біреу сіздер туралы жазып жатса, наоборот, оған риза болу керек. А лучше найдитесь в ВВО инсайдера, и все, каждая лига должна найти. Просто вот, допустим, Спортшлёдингера, они вот делают уже по факту, что... Вот у нас в целом везде так. Ты заметил? Бой состоялся, или он бой будет. Да. То есть, когда анонс уже там объявили, они такие, вот такой бой будет. Допустим, Еркебулан Тоқтар подерется на юбилейном турнире. Ну, оның барлығы андай новостной характер, да? Ну, контент. Интересно. Вот сол ұнамайды маған тоже. Сосын барлығы бір нәрсені жазады, в основном, да, там. Все на пресс-релизах просто держится. Да. Ну, вот как раз-таки, вот, мне мынандай кезде уже, вот, қазір министрдің айтқан сөзі бар, ну, вот осы кезде адамдар реально шығып бірдеңе анализ айту керек, менің ойымша. Ну, алысқа барамыз жоқ. Мен көрдім, там, Спортшлёдингер бірдеңе салды, маған жіберді, телеграмда ссылкасын. Да, я видел тоже, они недавно вот как раз таки это видео выложили, написали там всю хронологию. Ну, опять-таки, просто новостной, көрдің ба? Осылай деп айтты, не деп ойлайсыздар? Да, у нас везде СМИ такой. Сондықтан журналистика такая в целом. Біз өзімізге мойнымызға алып қойдық қой енді осындай анда-санда аналитика, сымақ, иә? Нет, мы просто, знаешь, мы просто вот взяли себе уже роль такую, что мы можем душнить, критиковать, а сами такие идеальные, знаешь, да пофиг вообще. То есть спросить там, каждый может спросить нас, типа, почему вы так говорите и так далее, там, предъявить. Такие, ну, тру болып қалам любой жерде, ма? Ну да, просто я в какой-то момент в своей жизни понял, что лучше я буду вот таким, чем вот таким буду. И все, уж до конца остается так оставаться. Если ты дружишь со всеми, то ты враг сам себе, ма? Да, вот такая вот есть поговорка. На этом наш подкаст продолжается. Что там? На выходных прошедших, да, это было? Шон О'Мейли. Да. Блядь, что за тип вообще? Что за нефор, а? Ну, реально. Это самое последнее, что я думал. Не, я думал, что может такое произойти. Но, бля, я не думал, что так это может произойти. Ну, Стерлинг тоже, вот, ну, долбан долбаном. Ты видел этот бой? Я с Кентом смотрел, я с другом. Я поехал со своим Кентом, мы сейчас собираемся. Сейчас уже не так часто, но раньше собирались на турниры UFC, и мы у него смотрели. Главное событие вечера. Первый раунд, что-то непонятно, что-то походили, Стерлинг что-то непонятно, что-то делал. А второй раунд он вот так вот бежит просто тупо на него. Вот так вот. Тип. И мне кажется, он перегорел, что ли, или что. Потому что он не мог ни бороться, не мог в стойке бить, короче. А Стерлинг такой вышел прям на спокойничке. Причем смотришь всю неделю. Там же есть эмбедеды, там есть обратный отчет и так далее. Он говорит, везде. Я вырублю его, вырублю. Следующий, он еще подкастер же. На следующем подкасте вот здесь будет стоять пояс, мы будем с собой вести. У него там тренер тоже соведущий. Да. Говорит, я буду здесь вот стоять с поясом. Он уверен просто, вот всю неделю ходил уверенно. Хотя в целом для меня это просто дутыш. Это проект UFC. У него единственный бой был против рейтингового бойца. 2 боя был против рейтингового бойца. Это Муньес, Педрита Муньес, который вот получил в глаз и такой, все, не буду больше драться. И Петр Ян, который был очень на сильном спаде. И то там такая победа была очень смутная, по идее. Спорно. И его очень сильно тащил, вот я об этом тоже говорил. Там есть вице-президент UFC, Кэмпбелл, фамилию не помню. Шон Кэмпбелл, Брэн Кэмпбелл. Кэмпбелл, короче, в очках только все время ходит рядом с Даной Уайт. Вот это он был инициатором идеи, Петр Ян и Шон О'Мейли. И все такие, ты что, гонишь, что ли? Петр Ян против Шона О'Мейли. Второй номер. И тот был то ли 15-й, то ли 10-й. И то он с рейтингом не дрался до Педрита этого, до Педро Муньеса. И все, это бой организовали. И сразу вторым, блядь, стал, понимаешь, все. И там уже Стерлинг, конечно, согласится с ним драться.
Потому что денежный поединок, это превью и так далее и тому подобное. И так с виду как будто легкий, удобный. И с виду легкий, удобный, да. И что делает Омейли? Он выигрывает. Он не вызывает Мираба, который его просто, изнасилует в 5 раундов. Борьбой своей замотает. Это всем, скучно будет смотреть. Он вызывает, знаешь, кого? Этого эквадорца. Эквадорца Читу Вера вызывает, Марлона Вера, который до этого дрался как раз-таки с Мунисом в этом мейн-карде. Такой хреновый бой провел вообще. Просто вот ничего не делал, не знаю. Мумейли тип, конечно. Нефор, который стал чемпионом. Понимаешь, в любом случае, ол жак, конкретно бизнес. Это чистый бизнес. Чистый бизнес. И с точки зрения маркетинга, сен мына бойды жақсы сатасың, чем ана бой. Да, чем Мираба, конечно, понятно дело. Хотя Мираб там тоже можно раскрутить нормально. Он же там куртку надел, там туда-сюда. Не, типа месть за друга. Да, тоже можно. Там просто риски, видишь? Да, там просто риски. Он его сейчас ушатает его, а как Мираба качать? Он грузин, который приехал в США, и все. Да. Какая у него аудитория? Но мен сол кезде только түсіндім да, что вау. Реально қазір бірінші грузин UFC чемпионы болуы мүмкін ғой. Да, он и так уже второй, кажется, что ли. После Стерлинга он второй. Первый түседі, но екінші болады. Но с точки зрения маркетинга қазір Омейли дұрыс жасап отыр. Вариант только с ним драться. Сосын ол не істейді? Ол уақытқа дейін по-любому Ян оралады, и, скорее всего, Муниоспен төбелеседі, да? Скорее всего. Да, сделает реванш, и потом будет. И типа Муниос tutsa сразу, давай, Петрмен, реванш сейчас. Кажется, мне кажется, будет делать так, Стерлинг против Петрояна будет, наверное. Опять, что ли? Опять, наверное, я не знаю, кто еще. Лучше, конечно, против Педро Муниса. Он выиграет и дальше будет драться. Просто Ян уже шрит по қатарына ұмтылды. Да. Куда уж. Он прям жестко проигрывает последний бой. В целом, көрдің ба, опять UFC кәдімгі конкретно бизнес-модель, өздерінің бизнес-проект екендерін күшті көрсетіп отыр, да? Да. Опять. Как она есть. Сонау 2016-та да контендерді қашан? 17-те төбелесті, 17-18 жылдар төбелесті. Сол кезден бастап, да, қалай алып келген. И кажется, это первый боец из Contender Series, Дана Уайт, который стал чемпионом. Нет, он второй, братан. Контендер кто еще становится чемпионом? Джамал Хилл, по-моему. Он что, из контендера пришел, да? Полутяжах, да? Да. Он из контендера. Короче, он второй точно, как қазір есіме түспей тұр, тағы біреу бар. Вот он второй. Если с контендера кто-то стал чемпионом, по-моему, Джамал Хилл. Джамал Хилл возможно, потому что сейчас из тех, кто чемпионов, я не помню, что-то из них пришел. Это значит кто-то из недавних. Да. Потому что Contender Series же и Стаф, а там были чемпионы, там абсолютный бой, который реалити-шоу, да, их много. Вот прям так вспомнить, надо проверить эту информацию. Да, но вот мен точно білем, что... А что я проверю? Сейчас мы... Екінші екенін білем. Сосын кімнің сол именно Омейлидің нефор екенін российский журналистердің качество екенін ұнамады маған. По сути, да. Неге тисе береді, бір-екі рет айтты. Нефор, все, какая разница. Чего, доебались до него? Именно соған барып тиеседі да, что бір еще именно чеченецтерден сұрап отыр, да? Медаев деген. Да, все правильно. В 2019 году он дрался на Contender Series. Джамал Хилл, да? Да, Джамал Хилл. Джамал Хилл. В 2019 году потом подписался в UFC, и пошло у него там победы. Джамал Хилл первый из контендеров. Все, значит. Про UFC тоже что-то знаю. Именно соған тиеседі, типа вот сол именно нефор болғаны сол, пацан хочет красить себе волосы, какая вам разница, блядь? Понимаешь, тут... Содан именно вот из пальца высасывают, пару раз... Это чисто журналистика такая. Херня какая-то, вот честно. Мен сон түсінген жоқпын, например. Знаешь, тут просто журналиста нельзя называть, допустим, если я был бы журналистом, мне нельзя было называть Шона Омейли нефором. Это оскорбление. И поэтому я спрошу у тебя, Исатай, как ты считаешь, вот многие называют Шона Омейли неформалом. Вот ты как это скажешь? Ты такой, да, конечно, блядь, этот нефор, блядь, стал чемпионом. Да мы его здесь каждый второй. И все, я скажу, Исатай назвал Шона Омейли нефором. То есть это не я сказал, но я тебе навязал эту идею, понял? Да. Вот так они работают. Типа там в Омске там как бы ты себя вел там или как бы на тебя реагировали. Да. Заголовок. Ты скучаешь, Сергей Морозов, ты скучаешь по деревьям, блядь, тупой, сука, кто это задал, блядь, так я не помню, бля, типа. Жестко. Ладно, окей, и что там? Мен сон түсінген жоқпын, короче, блин,
камон, ну, нефр, ладно, пару раз там затронули тему, красиво. Ну, для США, для Америки это нормальная история. Для нас, наверное, неправильно совсем. Мне тоже по барабану. Ну, хоть сразу. Ну, слушай, вот у тебя не бывает такого, когда ты по городу видишь пацана, у которого вот такие волосы, ну, не крашеные, просто длинные волосы. Какая-то рубашка там. Ну, я понял, он такой большой, такой весь, там такой чуть-чуть с лишним весом, и вот такой что-то как-то, его как-то вот, не знаю, вот у меня, не скажу, что я прям, ну, так, ну, что-то как-то чуть-чуть такой. Ну, я не знаю, мен бұрын 4-5 жыл бұрын, наверное, так бы реагировал. Сейчас мне как-то, ну, блядь, ходит. Мне какая нахер разница? Значит, ему нравится, блин. Ну, не, я в целом понимаю тоже, но его тело, его дело, как говорится. Что хочешь, пускай то и сделает. Но в целом такой... Я в целом, когда вижу, когда волосы длиннее, вот чем... Ты такой, пацаны, хватит. Просто возьми машинку, ебани под ноль и все, вот так двигайся. Как говорил один из стримеров. В общем, Шона Мелли стал чемпионом. Я не знаю, насколько там его защита продлится. Но там есть Сэнгеген, кикбоксер, тоже удобный для него, такой же высокий. То есть из борцов ярко выраженных это только был Стерлинг и Мираб. Все, больше нет. Умар жақсы көресің. Умар, кстати. Но Умар, блин, свой шанс, если честно, пропустил. Он первый, у него был мейн-эвент, Сэнгеген, и такой травму получил, хер его знает, когда он психологиясы уже көрдің ба, басқаша. Хабиб көрсетті, олар все просто по этой дороге будут ходить. Травма? Ну, хер с ним, травма. Пойду год полечусь. Через год-3 я возьму пояс. То есть, понимаешь? Ладно, Хабиб, он был один из нескольких, да, вот таких вот бойцов. И причем, ну, про него не забывали из-за того, что он там выиграл этого Дос Аньоса. И он там все еще в топах оставался, по идее. Из-за Дос Аньоса они до сих пор там сидели, потому что я смотрел на Эра ММА, они прям рассказывали это про рейтинги, короче, про Хабиба там или про Дос Аньоса, не помню. И прям они рейтинги брали с 2014 года или с 15 какого там, когда Хабиб там в UFC появился. Ну, это я не совсем считаю правильным это, что там он... Может, травма серьезная, действительно. Не, в целом, просто уже фамилия Барда, и со фамилияның арқасында да по рейтингам как будто тык-тык-тык кетіп кететін сияқты. Ну, вот эта фамилия будет мешать им, потому что никто не хочет драться против Нурмагомедовых. Хотя и Усман, который дерется в Беллаторе, и Умар, который дерется в 60 килограммах, вообще другие бойцы, как бы, там совсем другой стиль. Хабиб вообще Усман, мне кажется, вообще в целом в легком весе в UFC прям наведет шоу. Прикинь, қазір Беллатордың гран-приін ұтады да, UFC кетеді. Ну, слушай, там есть боец один, Шабли. Знаешь, такого Александра Шабли? Да. Вот он хорош. Блин, вот это стилистический жесткий бой был. Он реально, кто не видел, посмотрите, Александр Шабли прям хорош, реально хорош. Еще қазір как будто бы, да, уже вот именно қазір боец ретінде андай бір сана сезімі енді он еще тренируется в American Top Team, как бы, и так бы он нормальный. На этой неделе я комментировал бокс, и тогда я комментировал муай-тай. Я вот занимался с 9 класса, с 8 класса до окончания университета. Сколько лет муай-тай? Я выступал на соревнованиях, на чемпионатах Казахстана. Я выполнил норматив кандидата мастера спорта по муай-тай. Я ни разу, никогда в жизни не комментировал муай-тай. Но все время почему-то я комментирую бокс, хотя я боксом вообще никогда не занимался. Как муай-тай прошел? Как тебе муай-тай вообще? Я не доехал. Ты не доехал в итоге, да? Ты его когда залетел, все, потом дальше не поехал? Мен машинам соқтым ғой. Ага. Как раз сол муай-тайға ұрысқан. Вот тебе муай-тай получился, да? Вот тебе муай-тай. Короче, ДТП-ға түсіп қалдым небольшой. Машинам алды, короче, бам. Фар жоқ, бампер жоқ, капот майысқан, алдыңғы рамасы майысқан, короче. Ничего, скотчпен орап тастадым. Так двигаюсь, да? Так и двигаюсь, но жете алмай қалдым. Ты не комментировал? ДТП-ға эфирге 50 минут қалғанда түстім. И я такой, Каспорт, сорян, я не приеду. Надо мне приехать, я комментировал бы муай-тай и бокс потом. Короче, ДТП-ға түсіп қалдым, сондай жағдай. Да. Я думал, ты муай-тай комментировал. Усик, не болды? Александр. Слушай, Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Ну, Дюбуа, блин, такой мешок оказывался. Я смотрел, там изучал, думаю, нормально, сейчас даст бой. Не знаю, что-то вообще, ничего не показал, что-то ходил. Да, он такой чернокожий, большой, накачанный, прям тяжело, знаешь, бьет сильно туда-сюда. Мусик просто вот заджебил, так переиграл.
Там был один момент, кажется, в 6-м или в 5-м раунде. 5-й раунд. В 5-м раунде, да, когда Дюбуа бьет ему прям нормально так вот ниже пояса. Но мне в моменте показалось, что бил ему в печень, в корпус. И Усик там упал такой прям, и на повторе прям, ну там не совсем понятно, там то ли вот, там же такая фигня же на шортах. Да. Полоса, вот нашивка, вот этот ремень, да, как он, резинка. Он то ли туда бил, непонятно было. Но я не думаю, что этим ударом там этот Дюбуа бы смог бы там отправить там в технический нокаут или в нокаут по печени Усика. Но Усик разобрал его. Прям уничтожил. И тот в конце уже просто вот, знаешь, вот с ним игрался, и просто он от джеба упал в 9-м раунде. Просто от джеба. Он до этого он там дофига пропустил, а потом упал просто от джеба. Усик хорош. Для тяжа прям хорошо двигается. Не знаю, вот Тайсон Фьюри как получится. Тайсон Фьюри пока что сейчас прям топ. Ну, білмеймін, мен повторды қарадым. Именно сол ішке соққан. Как будто бы легальный удар сияқты болып көрінді маған. То есть, смотри, вот там еще тоже я смотрел пресс-конференцию, они такие, а что значит легальный или нелегальный? То есть они не могут даже, говорят, определить, что это легально или нелегально. Вот ниже пояса бить это легально. То есть пить сам в пояс это легально, а ниже пояса нелегально. Там, короче, ну, непонятно. Короче, там вот такая фигня. Кто как хочет. Кто как хочет, да. Что мне не понравилось, или наоборот понравилось, зрителей мало было почему-то. Они взяли стадион огромный в Польше, в Рославе. Это какой-то футбольный стадион. Там карт был. Вот, что мне не понравилось. Карт был такой себе. Там было много было бойцов из Украины. Вот, вспомнил, что мне не понравилось. Думал, как расскажу. Там был тип в соглавном событии вечера. Беринчик. Нет, не Беринчик, братан. Там был младший сын Хасима, принца. Он что, соглавный болды ма? Представляешь? Ничего себе. Это у него был дебют. Он дрался против бойца, которому 17 лет, 1-2 рекорд. Хртыч па, қалай еді фамилиясы? Хрты ма? Сондай бір. Хртыч. Он поляк, что ли, или что-то такое? Или чех, не помню. И тот дрался сын его, Хамед, что ли? Или Ахмад Хамед, или Адам Хамед, не помню. У него дебют. Это вес какой-то, не помню вес какой, но там прям видно было, что 17-летний пацан, прям у него жесткий недовес, прям видно было, что он прям недовес. И тот, я не знаю, где его нашли, ему еще 17 лет. Ужасный бой просто был. Это еще было соглавное событие вечера. Ладно, был бы Беринчик, базара нет, они там нормально зарубились с соперником. Ну вот этот вообще я не понял. И он еще говорит, я хочу быть как свой отец, я хочу быть как вот он, вот. Я такой, ты хуасмат вот этим выступлением. В конце он говорит, we're here not to take part, we're here to take over. Помнишь, что это говорил? Конор Макгрегор это говорил. Я такой, ты кумаш, ты че вот таким вот говняным выступлением, что ты хочешь сказать? Вот? Если так прям сыкотно было драться, вообще бы не выходили, были подрались бы в прелимах и все. Нет, они запихнулись в мейн-карт. Я сидел такой, и рядом со мной Валихан тоже говорит, что это такое? Говорит, что это вот? Короче, лажа жесткая. Ну, Усик потом уже выиграл, там много было украинцев, я так понимаю, это переселенцы из Украины, которые там в Польше сейчас остаются на момент войны. Много было. Там еще на стадионе дождь шел. Ага. Прям, когда идет дождь, короче. И там знаешь, как в фильмах, вот slow motion, когда бьют, и там вода, пот, да? Типа пот, да, на самом деле это вода уже набрызгали же. Как в этот Рокки Бальбоу, да? И там бьет slow motion, там просто вот так. Маған ең есте қалғаны, бұл жекпе-жекке, оказывается, Усик жаңа татуировкамен шыққан екен. И ол татуировка жуырда ғана Киевте Родина мать деген не бар? Монумент, статуя. Женщина со щитом, кажется. Волгоградта қылышпен, а мынау, кажется, щитпен ба бірдеңемен. И сол щитта советский герб болған. Оны алып тастап, украинскийді қойған ғой, короче. Да, 4 августа, наверное, поставили, да, еще? По-моему, да, есімде жоқ, короче. И сондай наколканы жасап шыққан ғой, короче. Думаю, вау, прикольно. Отсылку дал, короче. Нормально. Потроллил, отсылку дал. Ему еще, короче, подарили икону какого-то художника. Он в целом, как и Ломаченко, религиозный очень сильно. Ему подарили икону и сказали, что эта икона, там деревянная большая такая, эта икона нарисована на каких-то вот, не знаю, досках из укрытия солдат в Бахмуте, которые остались.
Вот настолько так вот это было все. Короче, там прям видно так. Агаш, короче, забитый друг с другом. И нарисованная икона, он ее взял, поцеловал еще. Ему подарили вот на пресс-конференции. Прикольно. А Бахмута нет же, там все разбомбили же, по идее. Ну. Походу нашли, что-то сделали. Так что он такой вот человек очень интересный. Тайсон Фьюри будет драться в октябре Нгану. Это уже официально. Это будет Саудовская Аравия. Вот саудиты сейчас вообще жестко бабками. Любой бой, кто, как, что хочешь, все просто. И это не совсем правильно, на самом деле. Я вообще в целом это не приветствую. Олар как будто, вы знаешь, UIM, типа, конкуренция сияқты, да, типа, за ивент-туризм. Они раньше были закрытые же. Очень сильно. Теперь они открылись, типа, миру. Хотя у них все еще есть там, если я не ошибаюсь, есть до сих пор вот эти вот показанные казни, что-то еще там есть. Бар. Поэтому они не как Эмираты до сих пор еще. Салам алейкум. Но вот когда вот арабы, саудиты особенно, когда вот делают какие-то большие ивенты боксерские, а там это не UFC ивенты, боксерские, там намного там большие гонорары. Или когда они покупают вот футболистов за огромные деньги. В целом это неправильно. Да. То есть они перенасыщают рынок вот этими деньгами и создают искусственный интерес. По сути, вот ты столько не стоишь, по факту. Да. Ты стоишь вот 50, ты не стоишь 150 или 350. Ты стоишь 50. Но они говорят, вот, на, только приезжай. Это неправильно, мне кажется, потому что это рынок в целом все ломается. И вот они едут туда, делают, по сути, боже, неинтересен это. Нгану и Тайсон Фьюри. Все понимают, что Тайсон Фьюри выиграет Нгану. Нгану шансов мало, особенно у ММАшника против боксера вообще шансов мало. Это Конор Макгрегор показал. Но вот эти бабки закидывают туда, и все. И типа, вот, будет бой. Но неинтересен. Потому что денежной составляющей нет там. Нету интриги. Ну, көрдің бе, мен оны былай көрем. Как будто бы қазір олар ашылды, и Эмират уже бұрыннан бері дамып жатыр ғой. Олар кәдімгі уже ивент туризмді потокқа қойып алған да. Оларда көп именно енді біз спорт саласында болғаннан кейін спортты көресің ғой там. Ол Эмиратта көп, прям көп. Спортивный, почти каждый месяц бірдеңелер болып жатады. Да, и олар дұрыс поток қойғанда, олар там 500 миллиардтап ақша лақтырмайды онда. Но делают ивенты, где-то по 1000, 2, 3 тысячи людей приезжают. И ондай ивент, прикинь, ай сайын болып жатады. Джиу-джитсудан қаншама, да, там ММА-дің чемпионат мира қаншама жыл подряд Эмиратта болды. И там дзюдо, там и другие там, ну почти каждый месяц какой-то ивент проходит. Адамдар келетін именно. И мыналар как будто бы, знаешь, их хотят перебить и просто вот бәлен жыл бойы ешқайда кетіре алмаған ақшасын как будто бы қазір в тупую құйып жатқан. Нерационально көрінеді. Да, конечно. То есть, условно, кто из европейцев или американцев поедет смотреть на бой Тайсона Фьюри и Нгану? Ну, вот в Саудовскую Аравию вообще, в пустыню куда-то. В Эмираты еще можно в целом, потому что Эмираты в любом случае, у него сейчас такой имидж, что это более открытая страна, почти как европейская страна, там можно в целом, пускай даже и там исламская страна, нельзя пить алкоголь, но мы понимаем, что там все тусят практически, есть бары и рестораны, где можно все это использовать, поэтому я думаю, что саудиты, кажется, не по правильному пути идут. Не совсем тот туризм, который нужно развивать. Вот так вот. Так что, если нас слушает Саудовская Аравия, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Пригласите нас. Мой подкаст. Пригласите нас откомментировать советниками Министерства туризма и спорта. Да не зачем, мы можем поехать. Так. Саудовской Аравии или не? В общем, обсудили вроде все. Ты написал бой Джанибека, который анонсирован был, да? Да, это не просто бой. Это Unification Fight. Бой объединения. Винченцо Гальтиери, ұмытып қалдым атын. Фамилия такая тяжелая, короче. Итальянец из Германии, который абсолютно случайно стал чемпионом мира по боксу. Просто вот случайно. Серьезно? Так без боя? Ну, нет, с боем, но вот. Расскажи. Короче, везунчик, пацан. Чисто андай, классический европейский проспект. Довели? Вот сколько там, у него около 20 боев, все в Германии провел. Там даже Германияда отырып, там второстепенный титулдарды алған да. И каким-то чудом он становится официальным претендентом на титул по версии IBF. Винченцо Гуальтьери. 21-0-1. Да, Гуальтьери. И
короче, официальный претендент болып шығады. Эскива Фалькаоға қарсы. Эскива Фалькао знаю. Эскива Фалькао олимпийский чемпион из Бразилии по боксу. И вот IBF-тің чемпионы. Вот Жанбектен қашып жүрген жігіттердің бірі. А вот он как раз-таки Фалькао выиграл, да? Да, и, в общем, торги болады, промоутерские. Ол жақта солай ғой, короче. Да. IBF, мына жақтың промоутер бар, мына жақтың промоутер бар. Кім рұқсат алғысы келеді, бұл жекпе-жекті өткізуге промоутерский торгиға қояды. И Винченцоның жағы там где-то бір 40-50 мың долларға көбірек береді. Там даже 1 мың долларға артық берсең, аналарға кетеді сразу. Подожди, они знают, просто говорят, мы там никто не знает, за миллион, они, да? Конкретно просто эти приносят сумму, бір-бір білмейді кім қанша суммасы. Прикольно. А в целом есть какой-то там, допустим, минимум столько должно быть? Бар. Ну, это IBF и, допустим, вот этот WBO, получается, да, порог бар какой-то, IBF, ну, в общем, окей дейді да, и сол жекпе-жек, ну, неге кетеді, Германияға кетеді. Бопарум тоже, ну, по барабану ему все равно хочешь ходит. Он думает, что да, там какой-то европейский мешок, что там, Фалькао поедет, разберется. А в итоге Фалькао там обкакался. А что он там? Я не смотрел, будет вообще что-то мимо. Жай былай бегла қарағам, еще как раз сенсация болған кезде, ұтылған кезде, такой, о, ничего себе. Ну, блин, ұтылды деп айтуға болмайды, ну и там, знаешь, чтобы выиграл тоже, как бы, там, скорее всего, там фактор домашнего судейства, знаешь, сыграл. Понял. Ну, в общем, чемпион мира. По факту, да. По факту чемпион мира. И маған ол там бір мешок таңдамай, скорее всего, даже не он решал, а скорее всего, просто промоутеры уже сколько лет его довели до пояса, там, да, до чемпиона. И қазір бірдеңе шығару керек қой мынадан. Максимум выжить. Да, и они, скорее всего, там, условно, сейчас его продадут, там, может, за $1 миллион, может, меньше. Америка алып барады да. Бопарум, Жанбекпен объединение титулов. И мен бұрын Жанбекке қатты сенбейтін, шынымды айтсам. Ну, взял титул, будет хороший боксер, но в целом, как бы, статус суперзвезды, там, условно, Головкиннің деңгейіне жете алмайды деп ойладым, но потом такой, вау, Гальтиери қазір ұтып алса, такой, 2 пояса, думаю, ну, скорее всего, он выиграет, я такой, о, ничего, уже. Бұл жерде көрдім, мәселе кім, Жанбектің, там, машығында емес, кәсіби деңгейінде емес, но в целом просто как будто промоутерлар қатты мүдделі емес сияқты болып көрінді. Жанбектің ары қарай дамуына, өсуіне, там, ары қарай оны итермелеуіне деген сияқты. Ну, будем честны, мы об этом говорили, что в любом случае бойцы и спортсмены из стран этой части Евразии, да, они не совсем привлекательны, как, допустим, американцы, те же самые европейцы. Но вот, короче, унификацию өткізеді, это, ну, редкость па, в боксе қиын да мүдделер келісу, но Винченцо келісіп отыр, скорее всего, промоутерлер оны мына жаққа келіп подороже сатып жүрмекші да. Ну, хоть бәлен жыл бойы там что-то в него вкладывали, сейчас надо отбить эти бабки. По-любому. Поэтому мына жаққа алып келіп жатыр. И, скорее всего, он проиграет, успешно там вернется в Германию и дальше. Кто там еще 2 пояса держит? Давай посмотрю сейчас. IBF, получается, вот этот немец стал. WBA, по-моему, Карлос Адамес и Джермел Чарло WBC. По-моему, так. Адамес. Эрисланди Лара WBA. Нет, вот это Адамес, подожди. Адамес, он временный чемпион. Да? А кто настоящий? Джермел Чарло. Вот это Чармо второй же как-то, их же двое там. Да. А WBA Эрисланди Лара, да? Лара, вот да. Вполне себе Жанбектің қолынан келетін дүние. Лара уже қартайған, тем более. Чарло, скорее всего, қашып кетеді. Адамас полноценным станет. Лара. Нормальная история, нормально. Прям вот егер төртеуін алса қолға, абсолют болады да, абсолют, ну там уже, блин, звезда. Реально, там уже там другие бабки, другие танцы пойдут совсем по-другому. Все пойдет. Вот Жанбек... Подожди, я тебе перебью. Чарло уже будет драться против Альвареса 30 сентября. Именно осы Чарло ма? Вот я их все время путаю. Кажется, он, потому что... Не, по-моему, братан, дерется другой Чарло, да, который 69, что ли, дерется. Поменьше который. Все, да, потому что там говорили, что абсолют против абсолюта. Да. Что, получается, он через весовую прыгает, что ли? Через 76? Через 2. Я почему-то думал, что вот этот Чарло. Оказывается, вот этот. Жоқ, он 69 же, да? Он 69, они на 76 будут драться. 76, потому что он пойдет за поясами. Ну вот, через одну весовую категорию перепрыгивать. Сондықтан кезінде, допустим, Головкиннің пиар жақсы болды да, и оның стилі
смотрибельный болды. Соның арқасында жұлдыз болды. Так или иначе, ну и в любом случае это конкурентный боксер. Прям высококонкурентный боксер. Да. Жәнібекте в любом случае ондай стиль жоқ та. Бәрін подряд құлата беретін. Кімге, Головкинге кезінде сондай образ қалыптастыра алды, что вот он просто там генератор нокаутов каких-то. Ну, знаешь, он к большим боям дошел слишком поздно, мне кажется. Да, ну, понятное дело. Но Жанбек, возможно, может стать звездой в том случае, если он станет абсолютом. Только так. Только так. Его будут признавать и так далее. Ну, знаешь, вот, допустим, вот можно, по примеру Теренса Кроуфорда, знаешь, одним поясом ходить и так быть более-менее звездой, но в случае с Жанибеком такая тема не проканает. И еще в любом случае, сен айтып отырсың ғой, допустим, СНГ, Қазақстан, там, ар жақта қиын жұлдыз бола алмайды. Но в любом случае, Бопарум деген уже пораженный ғой, и он, наверное, тоже рассчитывает на то, что вот Жанбекті уақыты келгенде Қазақстанға алып келем, там, типа, за какие-то, может, госбабки, нефтяные бабки, там, Самұрық Қазынаның ақшасына, спортқорының ақшасына, не знаю, да, там, найду и там что-то. Я не знаю, вот, допустим, на пике карьеры Головкин так и не приехал в Казахстан. Не было же такого. Да, не было. Но журда вброс болды. Да, кстати, люди повелись жестко на эту информацию, но типа... Он в Казахстан же прилетал. Райдер бар ғой, Райдер. Райдер, Джон Райдер, да, или как его? Альвареспен төбелескен. Якобы бір инсайдер вброс жасайды, типа Райдерға, или Райдердің өзі айтты ма, типа оған Қазақстанда сонымен төбелесуге ұсыныс келді деп. Головкин. Да. И мне кажется, это просто такая игра, что вброс жасать, типа Казахстан, и щупают просто есть кто, да, и инвестор найдется в Казахстане какой-нибудь. Допустим, Ракишев қазір плотно бокс ұстап жүр ғой, кірісті ғой қазір, там нормально бабки выделяет. Возможно, он бы такой вышел и сказал, ну, давай, Гена, я займусь этим вопросом, бәс аған, осыншама $1 миллион теңге. Деген сияқты. Ну, как будто бы сондай бір сброс болып көрінді, типа зондирует, вот, может, кто-нибудь там выйдет, да, скажет, давай, Гена, жасайық, анау-мынау. Ну, чтобы сознательно там, оның промоушн ақшасын кетіріп, мне кажется, нет. Ну, да. Поэтому вот шум болған кезде я такой, ну, думаю, пацаны, ну, чуть-чуть, жан-жақтарын қарап жүріңдерші. Он, кейбіреулер, Қазақстанда Головкин уже төбелеседі, уже там, чуть ли инфа сотка кетті ғой, уже, ну, чуть-чуть надо. Ондай нәрселерді әдейі жасалынады, просто. Ну, это вот вброс, о котором мы говорили. Вот просто вброс жасайды, и да, просто зондируешь, реакцияны қарайсың. Может, какой-то реальный инвестор найдется деген сияқты. Сондай моменттер бар. С боксом там вообще не все так, как вы. Блин, там кухня вообще тяжелая. Там просто так на патриотизме никто не будет не приедет, в Казахстане приедет, не будет драться, понимаете? Да. Там. Особенно если Головкин это. Так что прям не будьте такими... Это мы такие, да? Не будьте такими, знаете, наивными, что Головкин прощальный бой пройдет в Казахстане. Маловероятно, что в Казахстане пройдет прощальный бой. Пройдет прощальный бой там, где больше заплатят. А заплатит это в США. Да. Я бы так и делал, потому что, ну, это если прощальный бой, я патриот своей страны, но я хочу заработать на последний бой своим детям. Но это не мешает мне быть патриотом сейчас. Это не мешает быть патриотом, я приеду тратить деньги в Казахстане. Я дерусь за тенге такой. Не, ну, Головкин сделал достаточно большое количество там пиара для Казахстана, больше, чем все госпрограммы и так далее. Поэтому за это респект ему. Но все равно Казахстан ассоциируется в Америке с Боратом. Хотя, знаешь, вот с каждым годом почему-то взрослее я понимаю Бората, в фильме начал понимать его. Случай, вот в ТикТоке листал опять, вот любимая моя социальная сеть, правдивая действительно. Мангыстау, Актау, тип на скалах выбивал имя своей дочери. Да. Ну, в целом это акт любви своей дочери, я бы тоже так, наверное, сделал бы, но не на природном там, на скале, да. Оказалось, что это директор какого-то дома культуры. Культурно. Понимаешь, да, то есть насколько. И в такие моменты я такой, блин, Борат был прав, оказывается. Ну, как бы, давайте будем честными, ну, действительно. Или, допустим, вот ярмарка была на Экспо. Все видели по-любому. Приезжали вот представители делегации из Таджикистана. Они сделали ковер такой, овощи, фрукты в основном. И там, ну, все, как бы, это нормально в целом. Люди, нельзя на них это обижаться.
но там был тип, который со стены тарелку откручивал, понимаешь? Вот, ну, табак, который, ну, плохо. Это декоративное, возможно, даже. Да. Он просто вот его откручивал. Мен в шоке. Еще сол анау тасқа қызының атын жазған. Типа мен боғауыз сөзді өзгерткім келді деп жазды. Типа батыста анасы деп боқтайды ғой. Ага. Типа сол жерде анасы деп жазылып тұр дейді. А он что сделал? А он Назерке ма сондай бір ат. Типа соған өзгерттім деп жазды. А его зовут Манас, короче. И чувак один пишет, а он не мог просто букву М вперед перед ним написать и свое имя написать. Блин. Анасы говорю, Манас вообще. Оправдание, да? Вот так себе, конечно же, отговорка. Ну реально, если ты хотел поменять, ну написал свое имя, да? Ой, ё-моё. На этом наш подкаст подошел к концу. Рахмет всем тем, кто дослушал до этого момента. До концу. Можын әңгіме болып кетті. Бізде 2 сағатқа. Подконец всегда так. Ну, культур-мультур. Культур-мультур. А это самое вы зря это говорите. А шоп салу, это статья. В общем, все, давайте всем салам алейкум. Отморозок. Отморозок, да.